Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы сегодня проводим очень такой важный круглый стол. Организация «Доступная среды» для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного и дистанционного образования. И слово для приветствия предоставляется Ганову Максиму Алексеевичу, заместителю министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Коллеги, доброе утро. Доброе утро в студии. Приветствую вас от лица Министерства образования, науки и молодежной политики. Действительно, семинар очень важный. На мой взгляд, не хватает представителей общества инвалидов, но, насколько понимаю, Галина Владимировна, во-первых, у нас ведется запись, мы ее продемонстрируем, но у нас есть представители образовательных организаций, которые плотно работают с обществами инвалидов, и мы все те рекомендации, которые есть и от родителей детей с инвалидностью, и общественности, я думаю, что мы тоже здесь сегодня обсудим. Ну и судя по повестке и по выступающим, у нас действительно широкий круг вопросов. В первую очередь это создание условий не только архитектурных, я вижу Антон Вячеславович, который уже не одну собаку, как говорится, съел очень много учреждений, различного профиля социальных учреждений и запроектировали, и адаптировали. Также я думаю, что педагоги поделятся теми наработками, потому что в этом году основной тренд и Министерства просвещения, и вообще в целом правительства Российской Федерации Республики Коми о том, чтобы доступная среда – это не создание архитектурных условий, потому что уже достаточно и много и средств, и много времени уделено, а в первую очередь это создание доступности услуг, создание возможностей для детей, ну, если касается нашей отрасли, создание для получения образования. Ну, сегодня в контексте инклюзивного образования и дистанционного. Поэтому я думаю, что все те наработки, которые есть, мы их обсудим, может быть, потребуют дальнейшей доработки, в том числе нормативной. Мы готовы, мы тоже с командой министерства, с профильным отделом, принимаем участие здесь. Поэтому желаю удачи, чтобы действительно этот семинар пошел на пользу и мы действительно создали доступную среду. Ну и слово для приветствия еще предоставляется ректору Коми Республиканского института развития образования Китайгородской Галине Владимировне. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать всех участников круглого стола и, конечно, всех, кто находится в студиях всех муниципальных образований нашей республики. Тема круглого стола выбрана не случайно. Вы знаете, что в прошлом году был утвержден план по формированию специальных условий по повышению качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому сегодня мы понимаем, что мы должны уже осознавать, что условия сформированы. И сегодня наши представители организаций среднего профессионального образования, общеобразовательных организаций уже представят нам тот конкретный практический опыт, который уже реализован. Но сегодня мы бы хотели перейти на новый уровень от условий, конечно, к повышению качества образования. Поэтому не случайно мы сегодня будем рассматривать разнообразные образовательные технологии, форматы дистанционного образования, которые уже применяются в нашей республике. Я очень рада, что сегодня мы в течение почти 2 часов будем представлять опыт Республики Коми, который уже применяется не только в муниципальных образованиях, в государственных образовательных организаций, но также мы его уже транслируем на уровне Российской Федерации. Поэтому, уважаемые коллеги, в рамках нашего круглого стола у нас будет реализовано 3 направления. Это и нормативно-правовое обоснование деятельности организаций всех типов. Также мы с вами рассмотрим вопросы организации доступной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования. Ну и, конечно, отдельный вопрос, связанный с повышением качества образования, именно в контексте нового проекта «Цифровая образовательная среда». И мы будем говорить о дистанционной образовательной среде. Уважаемые коллеги, я желаю всем удачной работы. Я очень надеюсь, что наша резолюция, она будет иметь практический результат
И я надеюсь, что в конце круглого стола мы ее все еще обсудим. Коллеги, удачной работы. Спасибо. Спасибо, Галина Владимировна. Уважаемые коллеги, мне сразу же хотелось бы обратить внимание, что при регистрации вы все получили, да, уже такие небольшие предложения в резолюции. Если в процессе работы у вас будут еще какие-то предложения, их можно сразу же записать, предложить, мы их обсудим совместно. Да? Итак, и, наверное, в рамках первого направления нашего круглого стола, это нормативно-правовая база организации доступной среды в образовательных организациях, слово предоставляется Мусановой Валентине Алексеевне, методисту Кочпанского психоневрологического интерната. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу как раз рассказать об общих подходах и правилах обеспечения условий доступности объектов и услуг, предоставляемых для людей с особыми потребностями. Так, ну мы начнем, наверное, с того, что численность людей с инвалидностью у нас в Республике Коми составляет 65 609 человек. То есть это цифра на 2018 год. На 2019 год обычно статистика формируется к февралю месяцу. То есть это 8% от общей численности населения. То есть мы от России недалеко ушли, 9%, и в мире 15%, да, составляет численность людей данной категории. Детей у нас 3301 человек, то есть это, обратите внимание, довольно большая группа населения, но нужно сказать, что это те люди, которые имеют статус, да, человек с инвалидностью, инвалид. Кроме того, здесь в эти цифры не входят люди, которые, дети, например, с особыми потребностями, с особенностями развития, люди пожилые, которые не имеют статуса инвалидности, но имеют, может быть, физические какие-то ограничения. Да? То есть все это, все вот эти категории, о которых я сказала, и другие категории, есть такое понятие в доступной среде, как маломобильная группа населения, так называемая МГН. То есть это люди, которые испытывают затруднения и при передвижении самостоятельном, и при получении услуги, при получении необходимой информации, при ориентировании в пространстве. Да? То есть инвалиды — это часть, как бы часть вот этой группы людей, которая входит в состав так называемых МГН. Кроме того, это люди с временным нарушением здоровья, люди с детскими колясками, беременные женщины, люди преклонного возраста. Потому что у нас, как правило, когда мы говорим о доступной среде, у нас все-таки ассоциируется в первую очередь категория люди с инвалидностью. Да? Тут надо понимать, что не только эта категория входит в состав маломобильных групп населения. В доступной среде у нас принято условное обозначение, если мы говорим о людях с инвалидностью, это так называемое КОСГУ. Но вот эти условные обозначения мы можем как бы употреблять только в среде специалистов. Когда мы общаемся с людьми с инвалидностью, мы, конечно, применяем уже терминологию международную. Да? То есть так называемые колясочники, то есть это люди, мы не говорим, да, колясочники, мы условно только подразумеваем, люди, которые передвигаются на колясках, опорники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, буква С — это люди с нарушениями зрения, слепые, так называемые, Г — глухие с нарушениями слуха, и люди с нарушениями умственного развития, да, буква У. То есть 5 основных категорий, если мы говорим о доступной среде. Да, понятно, что категории инвалидности на самом деле, конечно, гораздо больше. И вот важнейшее положение, когда мы говорим о жизни людей с инвалидностью, это, конечно, достижение максимальной независимости, да, потому что никому не хочется обращаться за помощью, потому что это довольно унизительно. И людям с инвалидностью, как и другим людям, тоже необходимо реализовывать свои права и в плане доступности, и в плане образования, ну и в результате обеспечения права на труд и занятость. Да, все это говорится в одном замечательном документе, который вы все знаете, конечно, прекрасно. Это международный документ. Вот он у меня с собой, это такая небольшая брошюра. Это Конвенция ООН о правах инвалидов. Коротко о ней скажу, откуда вообще вся пошла вот эта вот информация в плане доступной среды. Этот документ выходит в 2006 году. В 2008 году Россия подписывает этот документ в ряде
других стран. Но что такое подписание документа? Само по себе оно ни о чем не говорит. Да? То есть хочу — выполняю все эти статьи этого документа, хочу — не выполняю. Но в 2012 году происходит такое знаменательное, очень важное событие — это ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов. И это говорит о том, что Россия с 2012 года берет на себя обязательства по исполнению всех норм, всех статей, которые прописаны в этом международном документе. Но я считаю, что все-таки это заслуга замечательной такой организации московской. Можете это записать для себя, потому что если кому-то понадобится информация, связанная с инклюзивным образованием, вообще все, что связано с людьми с инвалидностью, это можно найти на сайте общественной организации РООИ «Перспектива». Общественная организация инвалидов, такая замечательная. То есть это была правозащитная организация, которая с 90-х годов отстаивала права инвалидов. И, конечно же, в первую очередь это речь шла о том, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ, да, и к объектам социальной инфраструктуры, и к транспорту, и к информации и связи, и к услугам вообще в каждой сфере. И вот нужно сказать, что вот я лично занимаюсь уже 8 лет доступной средой. И, конечно, на сегодняшний день, вот, когда появилась еще программа в 2011 году «Доступная среда», конечно, очень много до сих пор проблем осталось. Но, тем не менее, сделано много довольно-таки. И вот старший советник по правам человека при системе ООН Ришард Коменда, который у вас вот на слайде, он дал очень высокую оценку тому, что в России довольно значительное внимание стало уделяться людям с инвалидностью. И очень много, конечно, проблем решилось в плане доступной среды. То есть это, нужно признать все-таки. Еще есть такой небольшой момент, в конвенции он тоже прописан. То есть если мы с вами организуем какое-то мероприятие, касающееся привлечения, может быть, людей с инвалидностью, может быть, это будет интегративное мероприятие, да, где будут присутствовать и люди с инвалидностью, в том числе дети с особенностями развития, дети без инвалидности, люди, которые не имеют каких-то особенностей развития, то необходимо в первую очередь, конечно же, обратиться к общественной организации инвалидов, по территориальному принципу. То есть у нас это республиканская общественная организация инвалидов, которую возглавляет Маргарита Михайловна Колпачикова. И вот мне очень нравится ее принцип, она всегда говорит: ничего для нас без нас. То есть если мы с вами решили организовать такой вот, может быть, массовый, какой-нибудь культурно-спортивный фестиваль, да, или какое-нибудь образовательное мероприятие с привлечением людей с инвалидностью, то в первую очередь нужно спросить у людей с инвалидностью, у самих, да, а нужно ли это им. То есть как бы провзаимодействовать с ними и, может быть, совместно организовать вот это мероприятие. Ну и если люди вообще как бы не имели опыт работы с людьми с инвалидностью, то, может быть, не стоит такое мероприятие начинать, да, без каких-то рекомендаций, скажем так. Ну вот если говорить о нормативно-правовой базе, то обратите внимание, основной закон 181 ФЗ о социальной защите инвалидов, он вышел в 1995 году, да, то есть он настолько на тот период, когда у нас появилась программа «Доступная среда», морально устарел, и многие его позиции, конечно, были просто непригодны. Поэтому проектом нового федерального закона предполагалось внести в 21 законодательный акт различные изменения. Это касалось и образования, и культуры, и социальной защиты, да, то есть много всего. Вот. И появляется такой вот закон 419 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты как раз в связи с ратификацией конвенции. Но я насчитала, что вот планировалось 21 законодательный акт, внесены были изменения в 25 законов, да, то есть это довольно много. Ну, кроме того, мы все с вами знаем, что у нас есть государственная программа «Доступная среда», которая продлена до 2020 года, у нас есть республиканская программа «Доступная среда». И один из основных документов, на который мы опираемся, когда мы проводим инструктирование персонала по доступной среде, это, конечно же, порядок обеспечения условий доступности объектов и предоставляемых услуг, а также оказания при этом необходимой помощи. Вот такой порядок выходит в социальной защите населения, в первую очередь, конечно же, да, выходит он в 2015 году, и последующие порядки, которые появляются, все они вступают в силу в 2016 году. Я тут для сравнения хочу показать, что в каждой отрасли появился вот такой вот документ.
порядок, да, например, в сфере физической культуры и спорта, появляется, вот обратите внимание, в сфере образования, тоже в 2015 году. То есть они, по сути, все об одном и том же, но есть какие-то дополнительные такие условия, потому что все-таки у нас специфика есть в каждой сфере, да, а так, в принципе, я остановлюсь и коротко пробежимся мы по всем этим порядкам. И вот обратите внимание, для сравнения, в культуре вышло 4 таких порядка. Почему? Открою вам секрет, потому что в 2014 году был год культуры, очень много денег выделялось по программе «Доступная среда». И специфика учреждений культуры, она настолько различная, это библиотеки, музеи и памятники культуры, где просто пандус не установишь, да, потому что это будет просто нарушение архитектурное. Поэтому специалисты культуры постарались, и вышло вот таких вот очень много порядков. А так по одному порядку в каждой сфере. Что же прописано в этих порядках? То есть здесь рассматриваются правила и положения обеспечения условий доступности для людей с инвалидностью. То есть по предоставлению услуг в каждой конкретной сфере. Так, здесь очень важный момент, я хочу остановиться на том, что 181 закону мы обязаны подчиняться все. И обеспечивать вот эти все правила мы должны абсолютно во всех организациях, абсолютно во всех учреждениях, независимо от их организационно-правовых форм. Будь то это, допустим, коммерческая аптека где-нибудь в Воркуте, да, и будь то это министерство какое-нибудь, допустим, в Сыктывкаре. Вот, то есть это касается абсолютно всех организаций. Хочу еще остановиться на том, что у нас политика в плане доступной среды меняется, конечно же, да, и появились у нас новые приоритеты, новые задачи, новые принципы. Тоже очень коротко скажу о том, что у нас сейчас комплексный подход, во-первых, появился. Появился у нас отраслевой принцип, поскольку раньше это все было ведение социальной защиты населения. Вот, сейчас у нас в каждой сфере появились свои координаторы, которые отвечают за доступную среду, у которых есть пароль от электронной карты доступности и которые организуют, да, всю эту работу с учреждениями, организациями. И самый важный момент, о чем Максим Алексеевич уже говорил, это перенесение акцента от физической доступности, от доступности объекта архитектурной к доступности услуги. Да? То есть в первую очередь мы должны до людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения донести услугу, которую оказывает данное учреждение или организация. То есть как бы 3 составляющих услуги. Это в первую очередь информационная доступность, которая в принципе экономически совершенно не затратна. Да? То есть мы доносим информацию, мы размещаем на сайтах, мы информируем о том, как у нас организована доступная среда в учреждении организации. Дальше организационный момент, как мы все это организуем для того, чтобы эту услугу донести. И только в последнюю очередь это физическая, архитектурная уже доступность, на которую, как правило, требуются, да, какие-то экономические такие затраты и вливания. Вся эта информация стекается, как вы знаете, на электронной карте доступности, для того, чтобы любой пользователь с инвалидностью мог зайти. Размещается она на государственной программе «Доступная среда». Если вы русскими буквами заведете житьвместе.ру, у вас откроется сайт государственной программы «Доступная среда». И во вкладке «Электронная карта доступности» вы можете навести на любой объект в любой точке России, у вас появится вот такое вот учреждение с информацией о том, каким образом в данной организации организована доступность услуг. Вот, для этого мы делаем, конечно, и паспорта доступности, да, для того, чтобы вся эта организация, вернее, вся эта информация стекалась на сайте электронная карта доступности состояния. Но здесь я, наверное, останавливаться особо не буду. Каким образом у нас по-разному решается доступность объектов, потому что у нас, вы знаете, есть старые объекты, которые приспособить довольно сложно, да, есть новые, на которых, в принципе, должен быть вот все, что у нас прописано в конвенции, так называемый принцип универсального дизайна, когда мы должны, если какое-то здание, допустим, вводится вновь в эксплуатацию, то там должен быть полностью универсальный дизайн, оно должно быть полностью доступно для всех категорий населения. И на действующих объектах, где невозможно что-либо приспособить, мы действуем принципом разумного приспособления. То есть, если это лестницы крутые, это можно установить, допустим, подъемники. Да? И вот основной документ по оценке доступности, на который мы опираемся, это бывший СНИП, то есть строительные нормы и правила, да, 35-й СНИП.
доступность зданий и сооружений. Сейчас это называется свод правил 59 СП-59, где прописано, вы найдете все, да, начиная от ширины проема, сколько это должно быть, до угла наклона пандуса, допустим. Такой вот документ. Что же в первую очередь должны сделать руководители, да, любого учреждения, любой организации и органов власти организации? То есть, во-первых, они должны создать так называемые условия доступности. Что сюда входит? Во-первых, формируется в любом учреждении, на любом объекте, может быть даже отдельно взятом, если это несколько объектов, да, относятся к одному учреждению, рабочая группа. Но здесь нужно действовать без фанатизма, то есть некоторые создают рабочую группу до 15 человек, это совершенно не нужно, то есть достаточно 3 человек. 2 из них это должны быть представители объекта. И, как правило, руководитель рабочей группы должен быть все-таки, ну, не обязательно это должен быть руководитель организации, это может быть заместитель его, но по основной деятельности. Поскольку речь у нас идет об услугах, да, то этот руководитель рабочей группы должен все-таки понимать, какие услуги в первую очередь предоставляются этой организации. Это 3-й человек, это представитель местной общественной организации инвалидов, эксперт так называемый, который будет как раз согласовывать все паспорта доступности и давать некоторые рекомендации. Можно пригласить различных инженеров, специалистов в области градостроительной деятельности. 5 минут уже не осталось. Так, что еще? Значит, рабочую группу создали. Обязательно с собственником договариваемся, да, если у нас в аренде помещение. Затем мы формируем пакет локальных организационно-распорядительных документов. Вот здесь я, наверное, еще раз пробегусь. Да, это те законы, уже, которые у вас должны быть в обязательном порядке. И, значит, на какие статьи мы еще должны обратить внимание в 181 законе. Во-первых, основная статья, это 15-я, об обеспечении беспрепятственного доступа. Появилась у нас статья 15.1 о государственном контроле и надзоре. О том, что у нас сейчас в любой момент могут прийти люди, да, комиссия, уполномоченная на то, и посмотреть, насколько у вас организована доступность. Даже у нас распоряжение есть, какие органы из полвласти отвечают за это. Статья 16 за уклонение, да, то есть у нас сейчас большие штрафы до 50 тысяч, если вы, допустим, даже парковку не оборудовали. Ответственность за уклонение, если руководитель ничего не сделал на своем объекте, да, то вот такая статья есть. И еще у нас часто задают вопрос, зачем же нам привлекать представителей общественных организаций. Так вот, я хочу сказать, что вы, конечно, можете при паспортизации не привлекать, да, представителей, но если вы делаете информационную доступность и обеспечиваете доступность услуги полностью, но только если вы делаете адаптацию на своем объекте, да, то есть устанавливаете какие-то технические средства адаптации, то если вы их установили с нарушением норм и правил, то у вас придет любая комиссия и может как бы указать на это. Да? Поэтому в статье 33 как раз о привлечении полномочных представителей говорится о том, что решения, принятые с нарушением вот этих вот норм и правил, они привлекут, конечно же, то есть могут быть признаны недействительными в судебном порядке. Вот сам порядок, да, письмо министерства, но это вы знаете, я не буду на этом останавливаться. И хочу еще показать, значит, какие еще методические пособия, которые можно в работе тоже использовать. Во-первых, но методика паспортизации у нас довольно старая, 2012 года, пока вот этот паспорт, у нас еще все-таки форма этого паспорта довольно старая. В учреждении также должен быть создан приказ, локальный приказ. Он может называться об обеспечении условий доступности объектов и услуг, предоставляемых для людей с инвалидностью в конкретном, да, учреждении, либо об организации работы по созданию беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и других МГМ на территории конкретного учреждения. Вот. И инструктирование, которое, в принципе, вот то, о чем я говорю, это уже может лечь в основу инструктирования первого, да, и буквально вот 2 слова хочу сказать о том, что, потому что очень много тоже вопросов возникает, как часто организовывать такой инструктаж, ну, обязательно, конечно, 1 раз в год, да, желательно 2 раза в год. У вас должен быть обязательно журнал инструктажа, инструкция, основной такой документ, да. Проходит инструктаж все абсолютно сотрудники учреждения, начиная со специалистов, которые предоставляют услуги, заканчивая административно-хозяйственным.
персоналом, да, в том числе обязательно те, кто на ресепшене, охранники, вахтеры и так далее, те, кто соприкасаются так или иначе с людьми, обязательно вновь принятые на работу сотрудники. Организует все это рабочая группа по доступной среде, но проводит инструктаж все-таки обученный сотрудник, да, с привлечением. Он может привлечь экспертов в различной области, в зависимости от тематики инструктажа. Может быть, это, если вы проходите этикет, то это могут быть педагоги, психологи, допустим. Да? Если это технические средства адаптации, то это могут быть инженеры. Это могут быть представители общественных организаций инвалидов, да, смотря какой вопрос. Темы очень разные, то есть начиная с общих вопросов, начиная с нормативно-правовой базы и нравственно-этических вопросов, куда включается этикет, язык общения и так далее, и заканчивая организацией доступной среды непосредственно уже на объекте. Методическое пособие у нас в раздатке, я тут вот оставлю на рабочем столе очень большой пакет документов, где вы все найдете, все, что вам необходимо для работы, включая вот это пособие, 300 страниц, но мало кто его читает. Вот у нас есть еще такие пособия «Доступная среда в картинках», правила этикета абсолютно по всем категориям КОСГУ, да, как общаться с людьми с инвалидностью по слуху, по зрению и так далее. Вот. И больше я, наверное, не успею, каким образом уже обеспечивается доступность, это уже довольно подробно для людей с инвалидностью и по слуху, и по зрению. Да. В принципе, вот в презентации вы можете это все найти. Так, буквально пролистаю еще. То есть, если руководитель не мог обеспечить доступную среду на объекте, то он может использовать альтернативные различные способы, это дистанционно на дому, вот, и использовать ситуационную помощь. То есть оказание помощи в преодолении барьеров, как раз отметив в приказе тех ответственных специалистов, которые помогут сопроводить человека с инвалидностью, если он пришел все-таки на объект, да, если он не получил услугу дистанционно, на дому или каким-то другим способом, то такой обученный специалист, он может помочь оказать эту услугу на объекте. То есть это и будет ситуационная помощь для того, чтобы помочь преодолеть различные барьеры. Какие барьеры, вы тоже найдете все это в презентации. И штрафы, вот обратите внимание, если человек все-таки руководитель организации ничего не сделал, обратите внимание, довольно большие, да, до 50 тысяч. Вот. И, ну, и статья 16 за уклонение, тоже ее никто не отменял. Вот. Ну и не забывайте, последнее то, о чем я хочу сказать, вот в этой брошюре «Правила этикета» у нас есть очень замечательная такая таблица, где как раз терминология, то, как надо говорить, как не надо говорить, все в этой табличке приводится, поэтому пользуйтесь. И большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Валентина Алексеевна. Есть ли какие-то вопросы, может быть, или предложения уже по ходу? Вот так очень коротко, конечно. Мы обязательно материалы, да, с вашего разрешения разместим, тоже они будут доступны на сайте Кировского, да? Спасибо. И практическое применение нормативных требований к доступности образовательных организаций и правила проведения паспортизации. Крупин Артем Вячеславович, эксперт системы добровольной сертификации соответствия объектов общественной инфраструктуры потребностям и доступности для людей с инвалидностью инвалид-сертифика, и эксперт Национального благотворительного фонда поддержки работ по адаптации городской среды для маломобильных групп населения «Город без барьеров», директор по развитию Центров доступной среды и координатор регионального партийного проекта «Единая страна. Доступная среда». Пожалуйста. Много всего. За несколько лет работы добился всего этого. Я хотел бы поговорить... Презентация у вас есть? Нет, Откройте браузер, тогда можно. Давайте. Хорошо. Да, я хотел бы все-таки поговорить, то есть Валентина Алексеевна рассказала о нормативной базе, которая существует, то есть это теоретическая. Тогда можно быть немного вот это... Нет, чуть-чуть, чтобы удобно. Да, так. Всем слышно? Да, Валентина Алексеевна рассказала о теоретической части, нормативной базе. Я все-таки обращусь больше к практической, потому что это было связано с моим опытом работы, наработанной со многими организациями. То есть здесь и представители, с которыми мы уже работали, то есть общались. Есть очень много проблем по формированию физической доступности на объекте. Это в первую очередь связано и с архитектурным
Дело в том, что у нас здания практически все советского периода, и они очень старые, не приспособлены. И приспособить их вообще в теории, как бы, практике, скажем так, невозможно. Соответственно, но представители общественных организаций инвалидов всегда ссылаются на статью 15 181 ФЗ. Это обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам к социальным, социально-инженерной и транспортной инфраструктуре. Но дело в том, что 419 ФЗ, который был принят в 2014 году, то, что было сказано, поправки вступили с 1 июля 2016 года, о том, что данный пункт, где обеспечение инвалидам условий применяется исключительно к новым, модернизируемым и реконструируемым зданиям, то есть те, которые у нас существуют, мы немного пункт допускаем, то есть он становится не совсем актуальным. Поэтому здесь, с этой стороны, юридически как бы защищены от нападка общественных организаций инвалидов, которые очень часто наверняка встречали в своей практике работы многие руководители. В связи с этим происходит то, что есть пункты, есть организация доступности, именно надо подходить не от физической, а от доступности услуги, что как раз предусмотрено нашим законодательством, да, по поводу как раз статьи реализации 15 101 ФЗ. Согласно СП 31-102-99, требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также СП 35 и 103-2001, общественные здания и сооружения доступны инвалидам. То есть проектно-организационные мероприятия должны быть направлены не на доступность зданий инвалидам как самоцель, а на беспрепятственное получение ими требуемой услуги. То есть, если формально доступность зданий достигается планировочными и инженерными средствами, то доступность получения услуги зависит и от координационных мероприятий. То есть, таким образом, выполнение статьи 15 Федерального закона 181 ФЗ о социальной защите инвалидов Российской Федерации, он может осуществляться как путем проектирования, приспособления здания для доступа инвалидов к услуге, так и путем, скажем так, доставки услуги к инвалиду. Опять же таки, выбор варианта определяется местными органами власти, исходя из социальных и финансовых возможностей. На выбор именно как организовать услугу, то есть это большая довольно проблема. В связи с этим началось проведение паспортизации в нашей стране объектов, и тут же возникает большая проблема, потому что многие недопонимают, что такое паспортизация и вообще для чего она нужна. То есть у многих сводится к тому, что нужен документ. Вот сверху потребовали, спустите вниз документ, предоставьте, сделайте, и все. Дальше процедура, которая должна идти в соответствии с законом, 627 приказом Минтруда о паспортизации, она не продвигается. У нас зачастую происходит то, что в паспорте написано одно, учреждение, директор принимает решение другое, выполняет третье. Полная чехарда. То есть у нас не существует какой-то конечного субъекта, который бы сказал, что, ребята, надо делать именно так, и оно соответствует, и при принятии как бы, работ делать подтверждение о том, что оно все соответствует. Да, у нас очень активно занимается этим Всероссийское общество инвалидов, представитель Колпачка Маргариты Михайловны. Но из практики скажу, тоже есть небольшие недочеты в связи с этим. То есть были такие случаи, когда организации обращались к Маргарите Михайловне, она говорила, что нужно сделать именно так. Организация выполняла, появлялся господин Костин, всем известен. И это же опровергал, что это неправильно, переделывайте. То есть и у людей всегда возникал вопрос, куда надо идти, что делать. В соответствии с этим вернемся к паспортизации. Паспортизация, она проводится вообще несколько этапов. Вообще это суть в том, чтобы собрать информацию о состоянии объекта, на котором планируется адаптация, предоставить вышестоящей организации, которая будет принимать решение о том, что сделать на этом объекте, как выбрать эту услугу. Не директор учреждения принимает, а комиссия, в комиссию, в которую входит представители общественных организаций, строители. То есть у нас такая есть комиссия, которая была создана при Минтруде, это межведомственная комиссия по формированию доступной среды. То есть, и эта комиссия дает заключение. То есть, во-первых, не надо все делать поголовно, везде лепить все эти паспорта. Первоначально, на первом этапе обязательно создается список организаций, то есть приоритетных объектов социальной структуры, которые подлежат адаптации. Соответственно, потом эти же организации, которые были выбраны в этот список, вступили, проводят у себя
по форме 627 приказа паспортизацию, предоставит информацию, и дальше комиссия принимает решение, что нужно сделать на нем и как это сделать. Создается план определенный, и директор этого учреждения уже работает по плану. То есть он не думает, что ему сделать. То есть ему скинули бумагу, сказали, делай, он сам не знает никак. Большая нормативная база. Впоследствии комиссия принимает работу, и в конечном итоге то есть, делает заключение, что объект адаптирован, то есть в соответствии с тем планом, который это происходил. Вот. На этот повод то есть, был проработан. У меня есть в электронном виде, если будет интересно, то есть небольшая методичка полностью по 627 приказу. Здесь вкратце описывается о том, что как она должна проводиться, в какие этапы, то есть прямо поэтапная вся работа. Если кому-то интересно, могу предоставить, то есть у меня на флешке это есть, чтобы это практически было применение. Вот. И по поводу согласования документов с общественной организацией инвалидов. Да, этот документ желательно согласовывать с представителем общественных организаций любой. Опять же вам скажу, любой. То есть закон четко говорит одной из общественных организаций. Это у нас может быть глухие, это слепые, это ВАИ, инвалиды. Любая имеет право согласовать. То есть вы можете обратиться, они вам помогут в этом. И опять же, согласование требуется только в одном случае, если невозможно никаким способом адаптировать объект. Опять же, мы говорим, что адаптация объекта может быть не физическая, а именно доставка услуги, то есть дистанционно. Если мы вообще ничего не можем делать, тогда мы идем и говорим с общественной организацией инвалидов и с представителями о формировании тех минимальных мер по формированию доступности этого объекта, что можно применить. Вот. Вкратце это все, то есть это будет, если что, предоставлена информация. Хотелось сделать еще дополнительно две небольшие отвлечения, предоставить информацию. Во-первых, существует такая разработка, это моя личная разработка, интернет-сайт по формированию паспорта доступности. То есть, если у кого-то есть интерес, у меня есть небольшая разработка такая, то есть можно передать, посмотреть. Она есть на флешке, если что. Что продемонстрировать? Ну, PDF-файл, если есть, продемонстрировать, да? Да, конечно. Или может быть на сайт, мы можем выйти на сайт? Без проблем, не знаю. Сейчас есть. Ну, она просто более красивая, скажем, на сайт, можно на сайт, без разницы. Я сейчас открою. Какой? Криво. Криво PDF, презентация. Выше. Нет. Все. Сделан в довольно простой форме, то есть это небольшая презентация, которая что идет, полностью в соответствии с 627 приказом, формирование паспорта, методики проведения паспортизации объекта основывается на вновь вступившем СП 59/2016 года, который действует у нас с 15 мая 2017 года. Основан на опыте общения с организациями, то есть те вопросы, которые возникали, проблемы формирования, то есть их учли в этом документе. И довольно просто, то есть, как вы можете видеть, то есть идет простая доступная форма, требующая минимальных знаний компьютерной техники. То есть это происходит в виде анкетирования. Конкретный вопрос, и на него надо ответить да либо нет. Вам не надо думать, то есть есть 6 функциональных зон, которые вы все их выбираете, и потом отвечаете на вопрос. Итогом будет формирование уже документа, который соответствует полностью шаблону 627 приказа. Это все я тоже могу оставить, то есть посмотрите, вот есть интернет-сайт, то есть он есть на русском, паспорт osi.ru, и также на английском, есть на русском, паспорт osi.rf. То есть на двух домах. Давайте мы зайдем на сайт. Без проблем. То есть, ну, в принципе, вот он выглядит как. Откроем. Да? То есть, как видите, все работает, все хорошо. То есть здесь есть возможность сверху скачать бланк, который соответствует 627 приказу.
Здесь полное описание, что как делается. Есть даже видео объясняющее, то есть могли посмотреть, посидеть на том, что как это заполнять, как делать образцы различных документов. Все очень просто, то есть в свободной доступной форме все сделано, то есть кто захочет, может обращаться. По-моему, даже некоторые организации у нас уже обращались и делали через наш сайт. Ну, это такой ресурс, который помощь может оказать, да? Да. Вы, то есть, либо просто информацию получить с этого сайта, либо же применить его, то есть возможности по формированию самого документа. И второе, хотел еще сделать такую тоже небольшую презентацию в связи с тем, что, как я начал говорить, существует такая вот проблема о том, что какой у нас конкретный субъект, конечно, может говорить, кто прав, кто не прав у нас на объектах, да? Потому что, я привел пример, то есть приходили от Колпачкова, от Костина, и между собой даже не могут договориться. Каждый гнет свою линию. Это правильно, это неправильно. В связи с этим было принято на базе общества слепых создание общественной организации инвалидов «Экспертный центр». В состав, значит, этой организации войдут представители всех категорий инвалидов. То есть, скажу сразу же, сейчас идет регистрация этой компании, этой общественной организации. Сюда входят представители слепых, колясочников, нарушения опорно-двигательного аппарата с нарушением речи, слуха, юрист, специалист по реабилитации инклюзивного образования, эксперты по системе инфосертифика и город-порядок, и также эксперты-инспекторы, очень важно, которые могут инспектировать. То есть такие корочки, как эксперт-инспектор, всего 2 в республике у нас. Они находятся обе у общества слепых. Это Верховод Александр Михайлович и его зам Елена Попова. То есть они обучались в Рубиконе, такой есть небольшой центр. Таких корочек нет даже у Маргариты Михайловны. То есть они инспектируют реально. Поэтому будет оказываться различная помощь в оценке проведения работ, то есть это до начала работы, создания каких-то проектов, расчетов, то есть предоставления информации. Также в результате проведенных работ можно будет привлекать там организацию в соответствии с условиями контракта, для того, чтобы проверить, правильно ли исполнитель все делают соответственно нормами. То есть потом, впоследствии, когда директор подписывает, принимает работу, не возникнет каких-то проблем. Вот в общих чертах у меня все. Можно вот вопрос Да. еще? Вот в это вот экспертное, так скажем, сообщество войдут представители всех обществ инвалидов, мы правильно помним? Инвалиды. Да? И от Маргариты Михайловны от общества, и от общества слепых, и от общества глухих. Нет, Либо нет. Да. Нет, дело в том, что туда войдут именно инвалиды-пользователи, скажем так. То есть, если Маргарита Михайловна, это общество ВАИ, то есть мы говорим это про колясочников-опорников. То есть у нее нет в составе никаких других категорий, и она с ними не работает принципиально. Такое у нее видение. Мы же делали именно с той целью, когда... Я бы не стал вводить в заблуждение всех людей, потому что это альтернативный просто экспертный центр. Есть центр, как вы правильно сказали, у Маргариты Михайловны, это лаборатория доступности, которая тоже уполномочена. Есть Илья Костин, который тоже занимается... Общественная организация, да. И есть организации, которые вот планируют. То есть это альтернативные организации, которые не враждуют и не конкурируют, просто они предоставляют эту же самую услугу разным организациям. Да, единственное, что, я поправку сделал, что эта общественная организация, экспертный центр, будет работать в соответствии с 73-м ФЗ о экспертной деятельности. Это немного другая уже. Я просто, чтобы людей не вводить. Я понял, да. Это не значит, что тут здоровая конкуренция, поэтому... Да, то есть это не значит, что там Маргарита Михайловна или Илья совсем неправильно все делают. Нет, это как бы одна из дополнительных форм, то есть, в которых можно обратиться и получить экспертное заключение, официальное. Все. Есть еще вопросы? Спасибо, Артем Вячеславович. Мы хотим довести до всех сведения о том, что все материалы круглого стола будут размещены на сайте нашего института в свободном доступе. Поэтому, уважаемые коллеги, все презентации, а также ссылка на трансляцию, она будет в течение полугода в свободном доступе. Все коллеги могут использовать данные материалы. Да. Коллеги, я вот не знаю, почему Владимир Вячеславович не рассказал про ту мебель, которую готовит Центр доступной среды, как раз для образовательных услуг, для создания инклюзии. И они уже оснащают и 40-ю школу осуществляем нашу, и социальные учреждения, в которых действительно есть и уроки для уроков технологий, и для уроков других различных, для различных категорий, ну, в первую очередь, колясочных, конечно, и также для имеющих умственные нарушения.
Поэтому я думаю, что это тоже, наверное, кому интересно, потому что Артем Николаевич тоже может презентовать, потому что действительно опыт интересный, который взят в том числе из нашей республики уже в другие субъекты. Да, я просто не акцентирую на это внимание, потому что как бы немного другая тематика. Но мы всегда еще развиваемся, потому что буквально в конце прошлого года я вернулся из Читы, Забайкальский край, когда поставляли оборудование, специальный был заказ. Сегодняшний день у нас есть техникум. Профессиональный техникум для образования людей с инвалидностью по профессии повара. Сейчас у нас на очереди стоит заинтересованный Сургут, и буквально в начале января вышла Беларусь на нас. То есть, работаем. Спасибо. Вот мы говорим о том, что наш региональный опыт уже транслируется по уровню федерации, и очень здорово, что у нас не только образовательные организации, но и эксперты в этой области продолжают данную работу с субъектами уже организации образовательной, которые находятся на других территориях. Спасибо, коллеги. Мы завершаем первое направление. Передаю вам слово. Спасибо. Есть ли какие-то предложения в резолюции, может быть, по первому направлению? Нет. Хорошо. Тогда мы переходим ко второму направлению. Это организация доступной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования. И у нас сейчас такая другая будет форма, дистанционное подключение управления образования. Но это запись, да, управления образования города Ухты. Волохова Лариса Алексеевна с темой обеспечения преемственности при создании доступной среды в образовательных организациях на территории моего Ухта. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Город Ухта приветствует вас. Мы готовы поделиться своим опытом по вопросу, прежде всего, обеспечения преемственности при организации образовательной деятельности детей с инвалидностью. Наши образовательные организации часто представляют свой опыт как дошкольный, так и общеобразовательный. Поэтому сегодня в своем выступлении я хотела бы коснуться двух вопросов. Первое – это формирование банка данных на детей с инвалидностью, муниципального банка данных в отрасли образования. И второе – о тех шагах за последние 2 года, которые, безусловно, позволили нам продвинуться в создании условий для каждого ребенка, имеющего сложные дефекты здоровья. Я говорю о системе сопровождения. Итак, по состоянию на 1 сентября 2018 года в наших образовательных организациях 200 детей с инвалидностью, 72 ребенка у нас в дошкольных образовательных организациях и остальные в общеобразовательных организациях. Как только ребенок с инвалидностью поступает в образовательную организацию, дошкольную, общеобразовательную, он включается в муниципальный банк данных. Причем мы каждый раз меняем позиции, по которым собираем сведения. Прежде всего, кроме основных показателей места проживания родителей, особенностей заболевания, мы собираем сведения о необходимости оснащения и обеспечения этого ребенка техническими средствами, которые позволили бы ему быть включенным в непрерывное образование. Иначе говоря, которые позволили бы ему в условиях класса или группы овладевать образовательной программой. Эти данные после того, как собирается, это октябрь месяц, они анализируются, и мы находим направление движения по каждой позиции. То есть ряд необходимых технических средств обучения мы закладываем в соглашение с нашими градообразующими предприятиями, поскольку оснащение, обеспечение, приобретение для персонального ребенка техники не может быть мероприятием муниципальной программы развития образования. Вот именно эти позиции мы и включаем в договоры с градообразующими предприятиями. Это вертикализаторы, это пособия для слабовидящих детей, книги, игры, это видеоувеличители, это ортопедическая мебель, электронные лупы. Градообразующие предприятия идут навстречу, и за последние 2 года нам удалось оснастить таким образом нашу начальную школу 23-ю особых детей ортопедической мебели,
дошкольное учреждение детский сад номер 60 для слабовидящих детей. Очень много пособий для слабовидящих детей передали Паулу Койл. Сейчас, в декабре месяце, мы получили оборудование, технических средств на сумму более 500 тысяч рублей от Фонда регионального общества Всероссийского общества инвалидов. И сюда мы тоже заложили вертикализаторы, видеоувеличители и электронные лупы. Поскольку дети, которые имеют нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, они занимаются у нас в общеобразовательных классах, либо в классах по адаптированной образовательной программе, но тоже в условиях класса. Мы собираем банк данных. То есть первая причина – это вот по созданию условий, которые позволили бы каждому ребенку продуктивную, результативную деятельность в условиях класса обеспечивать. И вторая причина, по которой этот банк нам очень важен, это обеспечение преемственности. За год до того, как наши дошкольники заканчивают образовательную организацию, мы проводим работу подготовительную по приему ребенка в общеобразовательную организацию. С учетом заболевания мы определяем образовательный маршрут, то есть с учетом рекомендаций ПМПК, это адаптированная образовательная программа или это общеобразовательная программа. С учетом этого мы закладываем количество классов для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе. Смотрим архитектурную доступность и близлежащую школу для ребенка, имеющего нарушение передвижения. Для таких целей, вот сейчас, уже для того, чтобы принять ребенка через год в первый класс, мы в проект бюджета заложили мероприятие по приобретению гусеничного подъемника. И, безусловно, это и создание условий, повторюсь, для того, чтобы каждый ребенок мог осуществлять успешную продуктивную деятельность в условиях класса. Это те технические средства, которые нужны для перехода ребенка, допустим, из дошкольной образовательной организации в условия класса. Так вот сейчас мы приобрели видеоувеличители для детей, которые у нас заканчивают 60-й детский сад компенсирующего вида и имеют серьезные нарушения зрения. Мы приобрели уже видеоувеличители для того, чтобы 1 сентября они пришли в первый класс и были включены в образовательную деятельность в условиях класса. Есть еще один момент, который мы тщательно анализируем: необходимость обеспечения сопровождения ребенка. Мы знаем, что уже последние 5 лет в соответствии с законодательством мы можем обеспечивать сопровождение ребенка в условиях по включению технического ассистента, да, и вот сейчас с 1 января 2019 года субвенция рассчитывается для того, чтобы включать в образовательную деятельность при наличии рекомендаций ПМПК тьютером. Мы последние 2 года этот вопрос решаем, принимаем сопровождающего не в штаты, а по договору гражданско-правового характера, разрабатываем должностные инструкции такого специалиста и включаем ребенка в образовательную деятельность. Очень сложный процесс, потому что здесь необходима психологическая совместимость, и поскольку мы сейчас, у нас около 50 имеет сопровождающих, 2 детей в условиях сада, и сейчас еще 3 детей на подходе, и остальные в условиях школы, мы готовы уже делиться опытом о том, как подбирать сопровождающего для ребенка, имеющего особенности состояния здоровья. Сейчас, на сегодняшний день, есть несколько проблем по этому вопросу. Первое. Это подбор непосредственно специалиста, готового работать с таким ребенком. И второе – это готовность родителей, вот дошкольной образовательной организации,
принять тот факт, что в группе будет находиться сопровождающие. На сегодняшний день протестные обращения родителей есть, как раз вот уже по 60-му саду, и для того, чтобы формировать толерантные отношения всех участников образовательных отношений, мы в этом году заложили циклограмму мероприятий с участием специалистов УГУ, КРОМа и возобновили уроки доброты или уроки толерантности. Во всех образовательных учреждениях города разработаны мероприятия, приказом утвержден график проведения таких уроков толерантности, и думаем, что это даст свой результат. Свое короткое выступление я заканчиваю. Хочу лишь только сказать о тех задачах, которые стоят перед нами, и еще об одном моменте. Очень важно в вопросах создания условий для включения детей с инвалидностью обеспечения межличностного взаимодействия. В условиях реализации проектов, в условиях своей деятельности мы обеспечиваем взаимодействие специалистов по договоренности в условиях образовательной организации. Но на уровне города есть вопросы, которые необходимо решать с учетом разной подведомственности сейчас учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, именно на уровне координационного совета, на уровне руководителя администрации МГУ-ХТА. С 2016 года у нас такой координационный совет работу свою возобновил. И все проекты, которые мы на сегодняшний день разрабатываем в наших дошкольных образовательных организациях, мы представляем на этом координационном совете. Таким образом, мы делаем на сегодняшний день возможным взаимодействие структур, которые не имеют единого подчинения. Строго говоря, мы привлекаем к сопровождению отдельных детей и работников лечебных учреждений, и работников социальной сферы, социальных учреждений города. Не скажу, что это вопрос простой, но с учетом того, что реализуются проекты, вопрос возможный. Хочу пожелать вам успехов в работе по созданию условий для организации образовательной деятельности детей с инвалидностью, непрерывной образовательной деятельности. Одним из основных ресурсов для нас являются постоянные встречи с родителями, имеющими детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья. Так вот, 22 числа мы запланировали встречу большую с родителями, имеющими детей с инвалидностью. И на таких встречах мы всегда получаем материал для совершенствования дальнейшей работы, будь то формирование индивидуального учебного плана, создание специальных условий, реализация сопровождения. Все это возможно при условии желания и обеспечения взаимодействия. Спасибо вам большое. До свидания. Успехов в работе. Это был представлен опыт Ухты, как организована система по обеспечению доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья. И сейчас у нас Ушанова Виктория Викторовна, опыт Воркутинского детского сада, звездочка, поддержка и сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в системе организации доступной среды. Здравствуйте, меня зовут Ушанова Виктория Викторовна, я работаю учителем-логопедом на группах компенсирующей направленности для детей с интеллектуальными нарушениями. Поэтому психолого-педагогическое сопровождение в нашем учреждении выступает как основная комплексная технология, особая культура поддержки семьи и помощи ребенку в решении задач развития, обучения и социализации. Хотела бы показать вам наше видео.
познакомить вас с нашим учреждением. Государство гарантирует равные возможности для полноценного развития всех граждан, включая и тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Особенно важно признание права детей с психофизическими нарушениями развития на образование, на поддержку их интересов и потребностей, на своевременную квалифицированную помощь самому ребенку и его родителям для успешной социализации в обществе. В детском саду номер 24 компенсирующего вида города Воркуты проблему социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья успешно решают педагоги и специалисты. Наше дошкольное образовательное учреждение является учреждением компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной психолого-педагогической помощи и коррекции. Наши воспитанники – это дети от 3 до 8 лет с нарушением развития. Это дети с задержкой психического развития различных дети с комплексными, сложными нарушениями развития, а также дети с синдромом Дауна и синдромом раннего детского аутизма. Главная проблема таких детей заключается в нарушении связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда элементарного образования. И, конечно, в нашем учреждении организовано грамотное и педагогически целесообразное построение образовательного процесса. Образовательную программу реализуют воспитатели в группе, а коррекционный блок – это работа специалистов учреждения. В детском саду работают учителя-логопеды, дефектологи, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Они обеспечивают осуществление непрерывного психолого-педагогического сопровождения каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, выявляют уровень развития воспитанника, составляют индивидуальные маршруты коррекционно-воспитательной работы для каждого ребенка, проводят работу по профилактике и коррекции интеллектуальных, психических и речевых недостатков в развитии детей, оказывают помощь в социальной адаптации семьям воспитанников. Среди воспитанников есть дети с диагнозом ранний детский аутизм, а также имеющие реакции аутистического спектра. Организация деятельности с такими детьми имеет свои особенности. Имея музыкальное образование, я эффективно использую в коррекционной работе элементы музыкальной терапии. На начальном этапе это индивидуальные занятия. В дальнейшем ребенок включается в совместную деятельность с детьми. С каждым годом в числе воспитанников увеличивается количество неговорящих детей. Запуск речевых механизмов осуществляют через сенсомоторные и логопедические игры. Помимо основной деятельности, разрабатываю и создаю авторские пособия. В коррекционной работе постоянно использую новейшие технологии и новаторские идеи. Маленькие дети часто находятся в плену своих эмоций, так как не могут контролировать свои переживания, что приводит к импульсивности поведения, проблемам в общении с детьми и взрослыми. Умственное развитие ребенка тесным образом связано с особенностями мира и чувств и переживаний. Поэтому так актуальны и важны тренинговые занятия, направленные на развитие эмоциональной сферы дошкольников. Музыкально-ритмическая деятельность крайне необходима нашим детям для развития психомоторных навыков. Совместно с логопедом провожу логарифмические занятия. Они развивают оптико-пространственные представления, воспитывают чувство ритма и темпа, помогают научить говорить и петь. Дети со множественными тяжелыми нарушениями развития не всегда имеют возможность посещать образовательные учреждения. Поэтому с этого года в нашем детском саду реализована практика посещения детского сада такими детьми в сопровождении взрослого, родителя или сопровождающего. В этом случае сопровождающий становится активным участником образовательного процесса и учится у педагогов взаимодействовать с собственным ребенком. В детском саду функционирует консультативный центр.
Одной из его задач является первичная предварительная работа с семьями потенциальных воспитанников учреждений, где оказывается консультативная помощь родителям по вопросам обучения, воспитания и развития детей. Детский сад номер 24 – это открытая развивающаяся система, находящаяся в режиме целенаправленного, закономерного, непрерывного процесса перехода учреждения в качественно новое состояние с постоянно расширяющимся потенциалом роста. Налажено социальное партнерство с различными учреждениями и организациями города. Взрослые и дети являются активными участниками городских мероприятий и реализации совместных проектов. Педагогами и специалистами детского сада наработан огромный опыт коррекционной работы с детьми, имеющими разные нарушения в развитии. Педагоги активно транслируют педагогическую практику на форумах, конференциях и семинарах различного уровня. Одним из последних достижений является победа учителя-дефектолога Марины Владимировны Евдокимовой в республиканском этапе конкурса «Воспитатель года 2017» и получение номинации «Особенная педагогика» в российском этапе конкурса. Учитель-логопед Виктория Викторовна Ушанова стала участником конкурса имени Выгодского. Публикации из опыта работы педагогов учреждения можно встретить в специализированных газетах и журналах. В детском саду номер 24 создана добрая среда для поддержки и развития маленьких воркутинцев с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья. С 1 января 2019 года наше учреждение было реорганизовано, и из 3 малогабаритных детских садов создан один, более большой, получается, с 3 компенсирующими группами. Подобная реорганизация позволяет нам расширить границы психолого-педагогического сопровождения и позволяет вести практику инклюзивного образования. То есть мы наших деток можем помещать в условия нормально развивающихся и там сопровождать их совсем с другой стороны. Также мы хотим уже открыть группу кратковременного пребывания детей с тяжелыми нарушениями, не имеющих возможности посещать учебные заведения. И для этого у нас реконструируется наше учебное заведение, наш корпус для детей-колясочников, для детей, не способных самих передвигаться. Большая часть, мы же понимаем, что также большая часть наших родителей – это особая категория взрослых, которые ежедневно проживают стрессовые ситуации, и заболевание ребенка чаще всего приводит к продолжительной социальной дезадаптации всей семьи. Поэтому мы хотели бы также на базе нашего корпуса создать некий родительский клуб «Школа мам» с целью помочь принять и понять своего ребенка, психологически адаптировать родителей к новым условиям жизни с ребенком с ОВЗ. На сегодняшний день наши специалисты являются активными участниками по разработке и созданию сайта психолого-педагогической помощи родителям, воспитывающих детей с ОВЗ на муниципальном уровне. Сайт называется «Рассвет». Его можно уже сейчас найти на просторах интернета. рассвет18.рф города Воркуты. Значит, цель такого сайта – дистанционное консультирование, возможно, даже анонимное, по вопросам диагностирования и обучения детей данной категории, возможности обращения к профильному специалисту по выбору самого родителя, дефектолога, логопеда или психолога города, а также получение справочной информации о наиболее успешных методиках, о лучших медицинских центрах, занимающихся проблемами детей с ОВЗ. Спасибо за внимание. Коллеги, есть вопросы? Скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже практикуете эту деятельность? Работа с детьми с ОВЗ в нашем саду? У нас 20 лет уже работает. 20 лет уже. Да. Детский сад работает или вместе с детьми с ОВЗ вы работаете 20 лет? Ага. Детский сад у нас специализированный, работает 20 лет. Да. Там дети с интеллектуальной недостаточностью были. Но сейчас его с 1 января реорганизовали, и получается он вот только начал свою новую деятельность. Спасибо. Еще вопросы есть? Спасибо. Опыт организации доступной среды с учетом различных нозологий воспитанников. Ольга Викторовна Юркова, детский сад номер 8 города Сыктывкара.
Да, она здесь. Вот муниципальная автономная. Добрый день, уважаемые коллеги. Я пару слов, прежде чем откроем презентацию, скажу об учреждении. Слышно меня? Ну, с микрофоном лучше. С микрофоном лучше. Запись идет. Мы и так запишем, если удобнее. Нет, давайте, еще можно? Пару слов об учреждении. Существует наш детский сад, в данном статусе работает с 1995 года, когда были реорганизованы среди два учреждения, 8-й детский сад муниципальный и 5 до 2009 года мы работали в статусе школа-сад. Потом школа у нас постепенно от нас ушла. С 2009 года у нас произошло изменение в плане того, что мы стали принимать детей не только с нарушением опорно-двигательного аппарата, но и открыли группы ЗПР для детей с задержкой психического развития. С 2012 года мы открыли группу для детей со сложным дефектом, то есть там у нас ходят сейчас дети с тяжелыми множественными нарушениями, у нас таких две группы, они 5-часовые. Я всегда говорю, это не группа кратковременного пребывания, это режим работы групп такой, 5 часов. Тогда детки ходят в две смены, с 7 до часа и с часа до 6. В этих группах у нас было и 4 человека, уже группы переполненные, уже по 6 человек. Но представьте контингент детей, когда там половина детей, по сути дела, сегодня не поднимают даже голову. Если ребенку 3,5-4 года, а он находится на спине, не поднимая головы, не переворачиваясь с спины на живот, и когда мне спрашивают, зачем вам это надо, эти дети должны быть в поликлинике, у нас в законе написано черным по белому, бездискриминационное обучение. То есть право имеют все. Просто нужно создать определенные условия для таких деток. Мы открыли в 2005 год работаем. Значит, в 2014 мы открываем группу для детей с расстройствами аутистического спектра. В том году было сказано, что в Коми Республике это единственная группа для детей с РАС. Работаем 5-й год. Сделали один выпуск этой группы. Набрали в прошлом году еще один выпуск. Если мы видим, что наши позитивные результаты повторяются, значит мы на правильном пути. Самое главное, вот уже Артем Вячеславович сказал, что есть два аспекта. Есть первый аспект – это физическая доступность учреждения и доступность услуги. В плане физической доступности учреждений мы решили, я потом картинки покажу, мы решили благодаря программе государственной, мы очень рады были в прошлом году, вошли первыми в программу «Государственная доступная среда», и благодаря финансированию решили многие вопросы физической доступности. Мы очень благодарны городу, что 3 года назад нам было для нас было целевое финансирование, и мы все дорожки на территории детского сада привели в достойный вид. То есть наши дети теперь ходят по шикарным тротуарам. Мы все живем в определенных условиях, мы все ходим по этим дворам и знаем, что такое пройти здоровому человеку с здоровыми ногами по таким дорожкам, по таким тротуарам. И когда мы в детском саду сегодня решили эту задачу, от калитки и до группы просто шикарные, я даже не постесняюсь сказать, просто шикарный тротуар, на который пройдет и ребенок с проблемами развития ортопедического аппарата, формирования ортопедического аппарата, и можно привести ребенка на коляске, ребенка, который самостоятельно не передвигается. А до калитки ужас, кошмар. До калитки ужас, кошмар. Мы этим занимаемся не 1 год. С 2012 года просим, звоним, пишем, но пока ничего с места не двигается. Ну, хоть за воротами детского сада люди узнают, что такое. Есть для родителей или нет? Для родителей нет. У нас есть хозяйственный въезд, но для того, чтобы въехать туда, там Миргородская лужа, которой 20 лет, и которая все больше увеличивается и увеличивается. Но, во всяком случае, мы каждый год решать пытаемся. С депутатами пытаемся решать. Я на личные приемы ходила, но вопрос не видно. Так, по физической доступности. По прошлогодней программе мы решили задачу расширения дверных проемов. Мы по рекомендации Маргариты Михайловны мы оборудовали специальный туалет для маломобильных групп. Мы приобрели ступенькоход
Но это такой страшный ступенькоход, который на гусеницах, который очень ненадежный. Ступенькоход-то есть, но проблема заключается в том, что это наш женский коллектив. А ступенькоходом должен все-таки мужчина управлять, того, у кого есть физическая сила. Наш обслуживающий, наш специалист, рабочий по обслуживанию зданий, он у нас работает до 3 часов. Что нам делать дальше после 3 до 6 часов? Это тоже проблема. Это вот те самые барьеры. Безбарьерная физическая среда, без участия, без решения вопросов, кто в этом участвует и кто будет это реализовывать, очень просто, очень трудно как-то решить. А по безбарьерной среде оказание услуг. Вот мое мнение, непоколебимо. Начинать вообще работу с детьми с инвалидами нужно начинать со взрослыми. Нужно обучить людей. Нельзя привести просто детей-инвалидов, нельзя просто. Асмолов это называет дикой инклюзией. Когда мы берем, интегрируем ребенка с инвалидностью или ребенка с ограниченными возможностями просто в класс с нейротипичными детьми и говорим, ну вот у нас закон так прописал. Закон вообще очень прописан, очень много чего интересного. И для меня картинка вот такая, которую пытаюсь. Вот эта картинка нашего закона. То есть закон-то сказал, да, обучаем всех вместе. У всех есть право обучаться. Вот такой ребеночек подъехал к школе, но сегодня, слава богу, мы сегодня слышали, что уже физическая доступность каким-то образом решается. И меня всегда удивляет, когда самое главное говорят о доступности, это пандусы. У нас их 3 в детском саду. Мы построили специальный маршрут для маломобильных людей от калитки с пандусом, с подъемником, когда человек, когда любой с проблемами в развитии, с опорным двигательным аппаратом может подняться на 2-й этаж. Такая возможность сегодня. Но вот так вот ребенок сидит. Сейчас попробую объяснить вот эти самые барьеры, которые перед нами стоят. Первое – это специалисты. У нас на сегодня 5 групп разной направленности. 7 групп для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 2 группы для детей с задержкой психического развития, 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 2 группы для детей, 2 группы 5-часовых для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития и группа для детей с РАС. Она тоже работает в 2 смены, но мы ее считаем как одна группа. Бывает в детском саду все. Специалисты меняются. Меняются не только воспитатели, могут меняться в течение того времени, когда ребенок находится в детском саду, но меняются и узкие специалисты, и логопеды, и дефектологи. Сегодня в учреждении работает 5 логопедов, 4 дефектолога, 1 педагог-психолог, 24 специалиста – это воспитатели на группах, 2 преподавателя адаптивной физкультуры, 2 музыкальных руководителя, инструктор по плаванию – вот это штаб. Я считаю, что все эти специалисты должны очень хорошо знать любой дефект. Какие проблемы у ребенка опорника, какие проблемы у ребенка с задержкой психического развития, потому что никто не знает, что завтра будет и где кто будет работать. И еще, у нас уже есть такая практика, когда мы интегрируем детей из одной группы в другую. Дети с расстройствами аутистического спектра на 3-м году обучения вполне подготовлены к тому, чтобы переходить на обычный учебный план. Но создать условия обучения в группе, потому что один ребенок может выдержать 2 занятия, другой не может выдержать 2 занятия. Поэтому мы приняли решение на нашем консилиуме. Мы интегрируем каждого ребенка в соответствии с его вот этими самыми образовательными потребностями, его образовательными возможностями. Один ребенок посещает в соседней группе все занятия, и математику, и развитие речи, и музыкальные занятия. Другой ребенок, вот мы сейчас слышали, что детки с РАС, они очень увлечены музыкой, музыкальными занятиями, а другой ребенок будет посещать только музыкальные занятия. Вот это вот решение интеграции, куда интегрируем. Если у нас ребенок из группы с тяжелыми множественными нарушениями, то есть из группы со сложным дефектом, которого мы интегрировали, вначале в группу с младшими детьми, посмотрели, что она эмоционально откликается, ей эмоционально интересно, она может работать с этими детками, общаться. Сейчас мы этого ребенка, который
которому ПМПК прописала программу ТМНР, тяжелое множественное нарушение, она у нас интегрирована в группу для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и достаточно хорошо там интегрируется. Вот, наверное, тот самый принцип индивидуализации, учета индивидуальных особенностей, индивидуальных потребностей, мы пытаемся реализовать. Но для того, чтобы обучить людей быть умелыми, быть знающими, приходится, опять-таки, затрачивать очень много времени и много средств. Нам повезло, мы в свое время подсуетились, начиная с 2012 по 2015 год. Нам удалось пригласить в наше учреждение таких замечательных людей, как Олеся Жукова со своими курсами. К нам приезжала Людмила Борисовна Боляева. И кто был в прошлом году у нее на семинаре, знает, какой это замечательный человек. Она у нас провела семинар. К нам приезжали логопеды Москвы, потому что эти люди, они уже достаточно давно работают с детьми с особыми образовательными потребностями. И опыт, и передать практический опыт, интересно получить от тех людей, которые вот работают уже с этим давно. Сейчас у нас появилась потребность, пришли 5 детей, ПМПК, надо прописать, да? ПМПК прописали детям услуги тифлопедагога. Тифлопедагога у нас в детском саду нет. Но если это прописано в заключении, значит, я как руководитель образовательного учреждения обязана эту услугу предоставить. Мы приняли решение, переговорили с нашими специалистами. Они готовы получить второе образование в рамках дополнительного как тифлопедагога. Я хотела, чтобы 1-2, нет, они сказали, мы хотим все. Наши дефектологи теперь дистанционно будут получать еще и образование тифлопедагога. Слава Богу. Следующий барьер, который существует, это родители. Родители к нам идут с одной целью. Сделайте из моего ребенка нейротипичным. Я к вам пришел с какими проблемами, но я хочу, чтобы мой ребенок пошел в общеобразовательную школу с полным объемом знаний и умений. Рассказывать родителю, что вот ваш ребенок не умеет это делать, у него это не получается, это бессмысленно. Потому что надо понимать, что это боль, это кровоточащая рана родителя, и чего-то доказывать нельзя. Можно доказать только одним способом, когда мы включаем родителя в ту самую интеграцию, в ту самую образовательную работу. Поэтому есть в группе РАС и в группе со сложным дефектом обязательные занятия по системе круг. Проходит занятие 1 раз в неделю, родители обязаны быть на этом занятии вместе с ребенком. И вот я сейчас там видела картинку, когда на консультационном дети сидят отдельно, а родители сидят отдельно. Нет, родителям сказано, вы сидите рядом с ребенком и работаете по принципу тьютера рука в руке. Выполняете задание и понимаете, вы просто реально, родитель видит, мой ребенок не может услышать задание, не может его проанализировать. И тогда уже к нам он подходит с другими запросами. Ну и тоже так же, я тут благодарна совершенно городу. На нашей базе работает консультационный центр для детей, которые сегодня на семейном воспитании, но пока не попали в образовательное учреждение. В консультационный центр мы принимаем детей с 1,5 лет. Они могут там заниматься год, могут заниматься 2 до того момента, пока они не перейдут в детский сад. Я хочу сказать, что практика замечательная. Ребенок вот с такими тяжелыми нарушениями, который прошел систему лейкотеки, который работает на консультационном пункте, он адаптируется значительно быстрее, и результат мы получаем значительно быстрее. Ой. Так, я попытаюсь закончить. Так, я просто покажу картинки уже. Но это вот тот контингент, с которым мы работаем. Вы знаете, сейчас приезжал Андрей Цветков в город, да, проводил семинары. Так вот он сказал, что, по сути дела, очень часто группа должна быть пустая. Мы так гордимся нашими наполненными оборудованными группами, зашумленными до ужаса. Ребенок с СДВГ заходит в эту группу и, видя столько много всего, он пытается и начинает вести себя как годовалый ребенок. Да? Ему надо все схватить и бросить, схватить и бросить. Так вот, Цветков сказал, лучше всего начинать работать с пустой группы, объема группы. Если мы говорим о детях с полевым поведением, этому ребенку нужно поле, свободное поле. Вот сегодня в группе для детей с РАС пустая группа практически, там только мягкие модули. Мы знаем, что эти детки в момент агрессии, в момент аутостимуляции
агрессия бывает часто направлена на самого себя, да, он может быть небезопасным для соседнего ребенка, поэтому никаких особых твердых предметов там у нас нет. Там мягкие модули. И что вот это наше открытие, просто мы гордимся. Каждый ребенок приносит из дома мягкое кресло. Вот эти кресла-груши. Не потому, что мы клянчим чего-то. Это кусочек его дома. И вы знаете, они никогда на соседнее кресло, на чужое не садятся. Они на своем кресле. Это кусочек его дома. Это то место, где он может расслабиться, где он может отдохнуть, где он может полежать. И вот мы видим, когда начинается взаимодействие детей с раз, вот с того, что они начинают таскать эти кресла друг к другу. Вот подвинут кресло, друг к другу сядут, руки-ноги сложили на соседнее кресло, они не разговаривают, они никак не коммуникатируют. Но мы считаем, что это уже начало каких-то взаимоотношений. И эти кресла нам здорово помогают. Так вот, первый вопрос, который нужно задать, когда мы подходим к этим детям, это кто будет работать. Мы говорим о толерантном отношении, о чем угодно. Во-первых, специалист должен знать, что происходит с ребенком. До какого уровня можно предъявлять к нему требования. Говорить, что у него происходит аффект, он просто потому, что не может себя вести, нет. А это у него так работает нервная система, пожалейте ребенка. Какие условия и чему обучать ребенок, если у него ограниченные возможности. Не всех можно обучить всему. У меня недавно пришла специалист, дефектолог. Вот такие глаза, горит, вся радостная и веселая, и кричит: Ольга Викторовна, она сегодня ела ложкой. 6-летний ребенок. Вот этому научили. И слава Богу, что этому научили. Потому что до этого момента ребенок ложкой не ел вообще. Ну и конкретно по картинкам. Вот то, что мы сделали в рамках доступной среды, когда нам финансировали государственной программе, по государственной программе получили денежки, мы расширили все входные проемы. Вот эта тактильная дорожка ведет до туалета, где человек с проблемами зрения найдет туалетную комнату. Да? Это оборудованная туалетная комната со всеми откидными поручнями. Кнопка вызова СОС. То, что мы сделали по всем, осталась одна лестничная клетка, с двух сторон идут поручни круглые, безопасные, которые заканчиваются закруглением, так чтобы ребенок не упал. Маргарита Михайловна нам сказала: так как вы не можете расширить ваши коридоры, потому что детский сад построен уже 35 лет назад, да, нужно заменить коляски. Коляски должны быть компактные, должны быть маленькие. Но я хочу сказать еще об одном барьере вот здесь с колясками. Те люди, которые продают классное оборудование для детей, инвалидов, действительно то, которое нам дают, легкие коляски, компактные коляски, они нам ставят довольно жесткие условия оплаты. 100% предоплата. Мы такую оплату осуществить не можем, поэтому приходится искать те организации, которые согласны на наши условия. Самое простое, если бы у нас на уровне государственных органов кто-то бы договаривался с этими коммерческими структурами, и они бы шли на уступки нам бы было замечательно и хорошо. Вот это зал адаптивной физкультуры с противоударным полом, с мягким, теплым, он теплый, мягкий. На нем может заниматься любой ребенок с любыми нарушениями. И поручень по коридору. Нам, правда, сказали, что это не поручень, это поручень. Вот видите, плохо видно. Очень тяжелый ребенок идет в сопровождении мамы. И сейчас у нас новый проект реализуется, это педагогика коридора или фойе, как хотите называйте. Мы вынесли многие образовательные задачи в коридор, математика у нас практически вся в коридоре, когда все можно трогать, все можно щупать, все можно пересчитывать. Ребенок идет проблемный из группы ЗПР, считает 1 утенок, 2, 3, 4. 4 утенка, значит, это цифра 4. Ну, говорить могу много. Вот тот самый подъемник гусеничный, ступенькоход. Не очень хорошая. И предметы утяжеления, те индивидуальные предметы. Вот это вот яйцо, сова-нянька, находится в группе для детей с раз. Когда ребенок, если у него происходят какие-то проблемы, аффекты, он туда может забраться,
может играть, оно достаточно большое, там внутри светло, там внутри тепло и мягко. Он туда может залезть вместе с игрушками и находиться столько, сколько он там хочет. Вот это жилет утяжеляющий. Сама видела реакцию на деле на ребенка безречевого, который вообще не коммуникатирует никак. На деле он буквально, находясь полчаса вот в этом. В чем там принцип? Идет стимуляция мышечной деятельности, начинает ребенок осознавать свою вот эту вертикализацию, а Бернштейн сказал, что первый шаг к развитию умственного – это вертикализация. И какие-то происходят с ними изменения. Так вот, ребенок полчаса, находясь в этом жилете, начал чего-то, я скажу таким словом, как гулькать. Какие-то пошли звукокомплексы, он чего-то стал там подпевать. Было все это очень интересно. Ну и костюм модели. Я как чиновник могу сказать, что все стоит очень дорого. Утяжеляющее одеяло мы в одной фирме нашли за 56 тысяч. Кошмар и ужас. В другой фирме мы купили эти утяжеляющие одеяла за 8 тысяч. Но это тоже дорого. Все стоит очень большие деньги. Так, и по вопросу, вот специальная мебель, которую мы приобрели. Это стулья для детей, которые не передвигаются. Это углы, напольный угол. Чем мне нравится, его можно вынести на улицу. Столик меняет свое положение. Может быть прямой, может быть под наклоном. Он тоже может выноситься. Вот это на полу стоит. Вот такой этот столик. Опять-таки, скажу, стоимость вот этого стула 24 тысячи. Это все стоит очень дорого. Но наши воспитатели, когда мы эту мебель приобрели, когда внесли, мне воспитатели сказали, мы пользоваться не будем, Ольга Викторовна, мы научили наших детей сидеть на стуле. Шаг назад мы делать не будем. Вот сегодня пришли такие дети, которым эта мебель нужна, которые используют эту мебель. Теперь немножко вернусь к тому, к сопровождающему. Максим Владимирович, это самая страшная проблема – сопровождение ассистентов. Я писала запрос в Министерство образования, мне сказали, что решен вопрос по средним образовательным учреждениям. Детские сады пока ассистентов не получат, но нам-то они нужны еще больше, чем школам. У меня на сегодня, вы сейчас слышали, 2 человека, да? У меня на сегодняшний день в саду 12 детей по рекомендации ППК должны быть в сопровождении взрослого. Я разработала весь пакет документации, разработали, потому что вышли профстандарты по ассистенту. На основании этих профстандартов мы весь пакет разработали. Мы вынуждены были перевести 2 ставки младших воспитателей на ставку ассистента, значит, где-то кто-то меньше моет, чего делать нельзя. Мы видим, что самый лучший результат, когда мы в ассистенты переводим наших младших воспитателей, которые знают детей. Хотя у нас сегодня есть сопровождение мамы, у нас есть сопровождение папы, у нас есть сопровождение бабушки и есть сопровождение нанятой няни. То есть у нас вариантов очень много. Возможностей мы предлагаем много. Вот одно, наверное, из решений наших всех проблем мы решаем по каждому ребенку отдельно. Находим выход из положения по каждому ребенку отдельно. Пытаемся. Но это мечта. Вот эта группа, вот так должна выглядеть группа для детей сразу. Все раскачивающие, мягкие вещи, где они могут валяться, где они могут реализовывать вот ту самую аутостимуляцию. Да? Это группа сенсорной интеграции. Для них должно быть очень много раскачивающихся предметов. У нас пока только динамическая труба, полукольцо, куда мы укладываем ребенка во время аффекта, и он там раскачивается. Ну и мы освободили группу, она практически пустая. И для детей с, я вам показала, для ТМНР, дети с задержкой психического развития. Полгруппы, как правило, это дети совсем с другим диагнозом, все это знают. Да? И самое проблемное в том, что там ребенок с ЗПР, они все разные. Для них практически для каждого нужна свой какой-то уголок по предметной пространственной среде. Найти доминанту для каждого ребенка очень трудно. И построить образовательный процесс в доминанте очень трудно. На сегодняшний день программа для детей с ЗПР государственная принята, программа для детей с тяжелыми нарушениями принята, но там прописано повышающий коэффициент 6. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 11 часов пребывания, повышающий коэффициент 6. Я получила ответ из Министерства образования, что мы тоже имеем повышающий коэффициент 1,3. Согласитесь, что разница большая. Если уж программа принята, если группа такая есть, то значит и финансирование должно быть в соответствии с программой.
Я думаю, так. Все, я заканчиваю. Вот такие замечательные вещи для ребенка с СДВГ. Если он хоть полчаса вот в такой сеточке поползает, он устанет, и во всяком случае организовать его будет более целенаправленно, будет больше возможностей. Но это мечта. У нас вообще безобразная спортивная площадка. Это вот такая мечта. Все. Если есть вопросы. Есть вопросы? Предложение. Да. Ну, резолюцию, я думаю, что, наверное, есть смысл по предложению, которое озвучили резолюцию, чтобы она стала, наверное, есть смысл инвестировать именно по поддержке ТИУР, да, дошкольным образовательным организациям. Ну и по площадкам вы активно участвуете в различных грантах. Я думаю, что, наверное, надо под эту площадку тоже где-то участвовать. Мы пытались, не дают пока. Ну, надо стараться, потому что не только там, где у нас проторенная дорожка, и фонд поддержки детей, и доступность, может быть, еще каких-то мероприятий, в том числе и на фонде президентских грантов, может быть, какую-то партнерскую организацию найти, потому что дело хорошее, и такие проекты поддерживают. Да? И у нас опыт громадный по привлечению бюджетных источников. Спасибо. Можно еще такое небольшое тоже дополнение? Мы тоже понимаем, что на сегодняшний день на системе образования требуются специалисты универсалы. И я просто хочу презентовать нашу программу профессиональной переподготовки, которая называется «Теория и методики специального дефектологического образования». И вот педагоги, которые пройдут переподготовку как раз по этой программе, они будут такими универсалами, потому что в этой программе заложены основы логопедии, основы сурдопедагогики, основы тифлопедагогики и основы олигофренной педагогики. То есть милости просим. Спасибо. Реализация программы «Доступная среда» в специальной коррекционной школе интернате номер 4, директор школы Меркель Олег Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы в продолжении выступления, чуть повыше, не сломаем. Нормально, да? Раз. В продолжении выступления... Чтобы закрыть презентацию предыдущего участника. Третий раз попробовал начать и закончить, да? В продолжении выступления Ольги Викторовны, да, хочу сказать, тот акцент, который был поставлен насчет отношения и вообще реализации вот этих возможностей по инклюзии, да. То есть на примере моего учреждения тоже были такие, скажем так, попытки родителей интегрировать своего ребенка в муниципальную школу. Ну, насколько показала практика, эти дети возвращались, опять же, к нам в учреждение. И, ну, скажем так, кто-то говорил, что попытка не пытка, кто-то говорил, что все познается в сравнении. В итоге, ну, родители делали вывод и возвращались к нам в учреждение. То же самое могу сказать по тем детям, которые после дошкольных образовательных организаций, ну, может быть, купившись на рекламу, на пропаганду вот этой инклюзии, да, то есть, ну, у меня свое отношение к инклюзии. После, повторюсь, дошкольного образовательной организации, да, они своих детей отдавали в муниципальную школу. По итогу, что мы получали, когда этот ребенок приходил к нам? Ребенок, ну, скажем так, уже порядка относительно, скажем так, взрослых, да, то есть 5-6 лет, то есть они 2-3 года пытались, то есть не 5-6 лет, а 8, ну, то есть с 6,5, да, либо с 7. Он идет в муниципальную школу, там он пытается в себя, скажем так, ту информацию принять не получается. В общем, проходит 2-3 года, ребенок, которому уже 8-9 лет, он приходит к нам, садится в первый либо подготовительный, и мы начинаем все сначала. Вот это вот то, что инклюзия, она как бы пока такая.
Вот. Ну и непосредственно касаясь тематики, постараюсь быть краток, потому что материала много, говорить можно много, тем более мы как педагоги говорить можем много, да? Знакомство с доступной средой, скажем так, с проблемой доступной среды у меня началось с 2011 года в Вологде. Мы там проходили обучение Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Вологодский филиал. Программа подготовки управленческих кадров в сфере образования. Значит, выпускным проектом нашей группы была как раз тема повышения доступности образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть эту тему мы выбрали потому, что наше учреждение, соответственно, является таковым. То есть мы обучаем детей с нарушением слуха и сочетанные дефекты и сопутствующие, скажем так, нарушения. И умственная отсталость, и всякого рода разные нарушения. Значит, после того, как мы прошли обучение в академии, я приехал и, скажем так, некоторые выдержки из этой программы я реализовал, скажем так, либо внедрил непосредственно в работу нашей организации. Значит, основные направления деятельности и мероприятия по повышению доступности образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в ГО РК СК-64. Значит, основные направления, я буду краток, буду сокращать. Основные направления: нормативно-правовое, это создание локальных актов, обеспечение принятия решений управленческими структурами, то есть приказы, издания и всякого разного рода документации. Диагностическое, к примеру, определение актуального уровня развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей. Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка. Одно из направлений информационное. Организация и проведение с участниками образовательного процесса конференций, совещаний, педсоветов и других мероприятий по вопросам повышения доступности образовательной среды для детей с ОВЗ. Работа с кадрами, то есть одно из направлений тоже. Участие руководящих педагогических кадров образовательного учреждения, работников специальных медицинских и других структур в совещаниях и других мероприятиях, проводимых в образовательном учреждении. Также обеспечение курсовой подготовки по изучению основ коррекционной педагогики и социальной педагогики, особенности психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Также одно из направлений коррекционно-развивающее. То есть, к примеру, разработка рекомендаций для педагогов, учителя и, что немаловажно, родителей тех детей, да, которые приходят на учреждение. Почему? Потому что некоторые родители, как показывает опыт, сами не знают, мягко говоря, скажу, с какой стороны подойти к своему ребенку. То есть у ребенка особенности, да, родитель, как правило, и молодые родители бывают, которые имеют там образование совсем не позволяющее ему, да, узнавать и заниматься тем ребенком, который, так получилось, что есть у этого родителя, то есть с какими-то особенностями развития. Соответственно, с этими родителями тоже проводим и мероприятия, то есть и разъяснительную работу, и на вопросы отвечаем, и пытаемся, как сказать, подготовить родителя, да, к тому периоду, когда ребенок будет взрослеть. То есть все мы знаем сленговое выражение «маленький ребенок – маленькие проблемы», да, большой ребенок – большие проблемы. То есть это, накладывая на особенности этого ребенка, это особенно с психическими расстройствами, оно, в общем, перспективы там не всегда хорошие. То есть к этому мы готовим родителей. И также улучшение материально-технической базы, один из аспектов, то есть это организация пространства, в котором обучается ребенок, организация коррекционных и реабилитационных кабинетов, создание благоприятных условий по проживанию. И опять же, как отдельная графа идет работа с родителями, то есть обучение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. В конце данного проекта была разработана схема взаимодействия на уровне, в данном случае мы ограничились муниципалитетом. То есть в основе этого есть и создается коррекционный совет, к сожалению, на слайде нет, в электронном виде не нашел. Создается коррекционный совет, который в свою очередь настраивает взаимодействие
в зависимости от психофизических особенностей ребенка, непосредственно с тем или иным диагнозом. То есть в этой структуре, в этой модели масса участников, ну, то есть здесь же и образовательная организация, и ПМПК, и служба сопровождения, классные руководители, педагоги, центр занятости, управление образования, управление здравоохранения, управление культуры, центр. Ну, то есть, вы поняли, да, о чем говорю. Здесь суть такая. То есть, если ребенок имеет какие-то психофизические особенности, либо особенности здоровья какого-то, ну, чисто физического, да, то есть этот ребенок должен браться на контроль не только тем учреждениям, в которые он попадает по возрасту, да, то есть начиная с садиков, проходя через школу, либо специальную коррекционную организацию, заканчивая в плане образования, заканчивая каким-то специальным профессиональным учреждением, да, учреждением, дающим профессиональное образование и так далее, и так далее. То есть здесь, благодаря этому коррекционному совету, ну, должно происходить сопровождение этого ребенка по всей его, скажем так, жизни, ну, вплоть до устройства на работу. Потому что знаем прекрасно, что некоторые организации, тем более коммерческие, ну, не, скажем так, мягко говоря, повторюсь, не с охотой берут детей с теми или иными особенностями. Вот. Ну и возвращаясь непосредственно к проблеме реализации доступной среды, в нашем учреждении пару слайдиков у меня есть. Вот. Значит, в нашем учреждении детки со всех городов республики, то есть Инта, Усинск, Воркута, Ухта, Сыктывкар, обучающие всех районов. То есть также из районов есть, ну, то есть вся республика по периметру, вдоль и поперек. Контингент на 18-19 учебный год: 8 глухих, 37 с кохлеарными имплантами, 28 слабослышащие и 10 ТНР. ТНР, хочу сказать, сразу, дети с нарушением, с тяжелым нарушением речи, да, это, ну, скажем так, наша проба пера. В этом году мы, то есть в 2018 году мы получили, скажем так, благословение Натальи Сены, вот, и попробовали открыть такой класс, то есть детки, которые не имеют нарушения слуха, но имеют тяжелое нарушение речи, да, такой диагноз. Вот, полгода мы прошли успешно, в классе 12 детей. Почему здесь цифра 10, понять не могу. Ну ладно, разберемся. В классе 12 детей, все рады, все довольны, мы видим динамику, родителям нравится, потому что, ну, в Сыктывкаре подобного предложения, скажем так, нету. То есть садики, если в садиках оно есть, то в дальнейшем образовательных организаций, специализирующихся на этом, нет. Соответственно, нам позволило проводить такой, ну, назову это эксперимент, ну, хороший эксперимент, он положительный, кадровый состав наш. Вот. Ну, я потом пущу тихонечко фильм. Вот. Звук уберу, чтобы экран был не пустым. Вот, и продолжу. В ГУРК-СКШ реализуются адаптивно-основные образовательные программы. В школе наложено взаимодействие между специалистами. То есть все специалисты, да, они, то, что я говорю, подход к ребенку ведется со всех направлений, скажем так, по всем аспектам. То есть взаимодействие у нас плотное учреждение. Это психолог, учителя, дефектологи, учитель индивидуальной работы, врачи, педиатр, сурдолог, психиатр. Ведется психолого и медико-педагогическое сопровождение каждого ребенка. То есть мы отслеживаем динамику, разговариваем с родителями, опять же, то есть мы говорим о проблемах этого ребенка, мы уговариваем, мы настаиваем, чтобы тот или иной родитель занимался этим ребенком, то есть где-то его обследовал, ну, в общем, как бы работа с родителями ведется, эти родители. Используются специальные технические средства обучения также в учреждении. Это оснащенный аппаратно-программный комплекс, ну, специфические там всякие программы, оборудование компьютерное и так далее, и так далее. Значит, оборудованы кабинеты для фронтальных занятий по развитию связанной речи и формированию произношения, комнаты психологической разгрузки, все ее называют сенсорная комната. Одна из первых у нас учреждений она появилась, порядка 4000, по-моему, стоила, прямым договором мы ее провели.
Вот, одна из первых, одна из самых больших сенсорных комнат в республике была. Как бы покороче это все. Кабинет для музыкально-ритмических занятий, занятия фонетической ритмикой. То есть фонетическая ритмика, это чтобы присутствующим здесь было более или менее как бы понятно, это, если вы видели, жестовое пение. Есть такое понятие, да, жестовое пение, это когда артикуляция, красивая жестикуляция. Вот. Мы участвовали не раз и до сих пор участвуем и на российского уровня в конкурсах всяких, привозим первые и вторые места именно в жестовое пение. Педагоги есть, которые очень, ну, в общем, как бы с душой занимаются этим всем и, ну, соответственно, получаем успехи. Так, 7 кабинетов индивидуальных, для индивидуальных занятий полностью оборудовано, 17 классов оснащенных ЖК-панелями, ноутбуками, подключенными к интернету. То есть, ну, мы, соответственно, преследуем такую цель, как визуализация. Не преследуем цель, а ставим задачу, да, это визуализация материала, который дается ребенку с той или иной потерей слуха. То есть, соответственно, то, что, ну, знаем, да, все из физиологии, то, что если один анализатор, соответственно, он заглушен, да, то, соответственно, человек добирает благодаря второму анализатору, да, то есть здесь в нашем случае это если ребенок плохо слышит, да, он очень хорошо все видит и воспринимает визуально. Ну, соответственно, благодаря вот этим вот панелям и, ну, скажем так, телевизоры плоские, да, то, что мы сейчас здесь видим. Почему мы отказались, одна из особенностей, почему мы отказались от проекционных экранов? Почему? Потому что, да, опять же, чтобы видно было хорошо на экране, надо что сделать? Приглушить свет. Да, если мы приглушаем свет, мы, соответственно, на местах не можем работать с раздаточной литературой, да? Понятно. А монитор, то есть вот с благословения, опять же, Министерства образования, когда было предложение нам закупить панели, вот, не панели, а экран, да, я писал письмо для того, чтобы вместо вот этого купить вот это. Ну, мы не пожалели, то есть это все яркие картинки. Классы у нас небольшие, до 7 человек, соответственно, нам вот эти вот мониторы, телевизоры, да, плоские, они позволяют нам видеть четкую картинку, с понятным для ребенка и, ну, в общем, как-то так. Так, вопреки всем нынешней ситуации, в один из годов я отремонтировал теплицу. Большая теплица у нас 6 на 18, поликарбонатная, очень красивая. Почему теплица? Потому что, ну, дети, когда идут туда со своими проблемами, они возвращаются совершенно другие. То есть, когда они там цветочки посажают, когда они сами огурчики высаживают, потом эти огурчики, этими огурцами угощают в столовой своих сверстников. Ну, говорят, это я вырастил. В этом году мы вырастили маленькие арбузики, ананасики. Все это попробовали. Все это было интересно. Справочная информация, доступная для участников образовательного процесса, то есть расписание занятий, график дежурства, календарный учебный график, режим дня и так далее, визуально дублируется на школьных стендах, электронных информационных табло, оформлены стенды для родителей. То есть мы по программе «Доступная среда», в которую мы, соответственно, попали в 17-18 год, были приобретены световые панели, информационные панели, на которых, ну, то есть они яркие, большие, и, соответственно, ребенок, когда где-то мимо чего-то пробегает, да, то есть подойти, почитать бумажку, ну, это для него как бы не совсем. А когда тут бегущая строка яркая, выразительная, то он, соответственно, волей-неволей он останавливается, его привлекает сначала движение, а потом читает информацию. Вот. То есть потом забегали ко мне и даже дублировали, да, там Олег Владимирович, у нас сегодня бассейн отменился, там туда-сюда, в общем, как-то так. Я говорю, где прочитали? Вот на информационном табло. Ну, понятно, здорово, работает. Значит, то есть благодаря этой программе мы получили средства, на которые мы, соответственно, сделали адаптацию кабинета ритмики гимнастического зала. То есть там мы произвели укладку специального безопасного покрытия для занятий детей с ОВЗ и нарушением слуха в силу специфики данного нарушения, координации движения. То есть те дети, которые имеют нарушение слуха, они, соответственно, ну, опять же, физиологию знают, да, имеют те или иные нарушения координации.
соответственно, на этих занятиях мы поддерживаем и развиваем координацию движения. Если говорить об архитектурной доступности, опять же, о которой не раз уже сегодня было говорено, да, мы сделали реконструкцию входной группы, соответственно, по тем нормативам, которым должна быть, расширили дверные проемы, оборудование ступеней крыльца для детей с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и координации движения, то есть поручни, тактильная плитка, ну и, соответственно, все это в правильных размерах, все это в тех, скажем так, требованиях, да, в цифрах, которые должны быть. Так, помимо этого, чтобы еще сократить, да, долго уже. Светодиодное табло, бегущая строка, учебное оборудование для проведения коррекционно-развивающей работы, то есть, опять же, визуализация, работа с ноутбуками, принтеры, ну, соответственно, чтобы вот та информация, которая есть, она можно было распечатать, можно было непосредственно вот оно потрогать, вот оно порисовать, вот оно увидеть. Так, компьютерный класс обновленный. У меня заместитель по безопасности, он же является информатиком, очень фанатично относится к компьютерной вот этой вот технике. Выбрали замечательные вообще компьютеры с яркими какими-то там современными. В общем, он мне объяснял, почему это они, я так и не понял, но картинка там контрастная, ничего, глаза не устают, ничего не рябит, ничего не... Ну, в общем, как бы все здорово, все классно, все красиво. Ну и в завершении хотелось бы сказать то, что слухоречевая среда, она же доступная среда для нас, да, то есть проекция на наши особенности, позволяет обучающимся выпускникам продолжать образование, получить профессиональную подготовку, содействует наиболее полной социальной адаптации и интеграции в общество. Значит, благодаря наличию в нашей школе специалистов, мы, соответственно, задачи эти решаем. Почему, опять же, говорю специалистов? Потому что это немаловажным аспектом является для внедрения тех или иных каких-то новшеств для решения задач. Наши дети после выпуска с нашей организации, с нашей школы, к примеру, 2 человека по завершению ступени начального общеобразования перешли в муниципальную школу города Усинска, города Сосногорска. В данный момент им получено основное общее образование и продолжают обучение в колледже. 2 выпускника Горьковска 64 для получения среднего образования поступили в СОЖ номер 9, СОЖ номер 24 Сыктывкара. Сейчас они получают высшее образование в городе Сыктывкаре и городе Санкт-Петербурге. В 2017-2018 году 2 обучающихся перешли для обучения в СОЖ по месту жительства. То есть они приехали и продолжили обучение по месту жительства. Вот в принципе, как бы и все. Если есть вопросы, давайте. Александр Иванович, вот в этих группах СНР вы же наверняка внедряете все методы. Одна группа вот, на данный момент пока. СНР, да, методы альтернативной коммуникации. Вы все-таки за основу берете сурдокоммуникацию? Нет. И как у вас динамика вообще? Вот про сурдокоммуникацию, да, опять же, хороший вопрос. На него я отвечу. Некоторые родители и некоторые представители общества глухих в городе Сыктывкаре, да, и не только люди, входящие, сейчас я зайду как бы, а потом перейдем к вашему вопросу. И родители, и представители, скажем так, не только общества, да, а люди вот с этими особенностями, скажем так, с нарушением слуха, настаивают на том, чтобы мы в учреждении внедряли и в рамках программы давали именно русский жестовый язык, РЖЯ, так называемый. Да? Наша задача, ну, во-первых, у нас этого нет в программе, с этого начнем, да? Русский жестовый язык. Наша задача — это адаптация, социализация ребенка. То есть я 8 лет уже в марте будет в этом учреждении, занимаю должность руководителя. Я не пользуюсь жестами до сих пор. Даю уроки в любых классах. Может быть, благодаря артикуляции нормальной и правильному произношению у меня вопросов не возникает в общении. То есть детей мы выводим на тот уровень, чтобы они вышли на улицу
и чтобы они были такие, как все. Вот и все. Есть у нас курсы жестового языка, то есть это для желающих, в общем, как-то так. ТНР, вот, отвечая на ваш вопрос, учим слышать, слушать, говорить. Все. А дети с аутизмом у нас тоже в этой группе? Был ребенок-аутист, выпустился в профессиональном, не помню в каком, в профессиональной организации где-то он обучается. То есть он ездит с бабушкой, он посещает уроки. Очень интересный был мальчик, я его вспоминаю. Считал он, конечно, просто, ну вот, особенности аутистов, да. То есть где-то там чего-то, какие-то размеры там на технологии, урок технологии. Я говорю, Славик, как там? Он сидит, своими делами занимается, у него свой мир, все хорошо. Я говорю, Славик, как там, чего там это? Он так сидит. Я говорю, Славик, сколько он? 18. Без проблем. То есть там что-то где-то кто-то, он сразу. Вот. Еще вопросы? Вопросов больше нет. Спасибо, Александр. Спасибо за внимание. Ресурсный учебно-методический центр по созданию условий для получения среднего профессионального образования людьми с инвалидностью и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Виолетта Евгеньевна Погудина. Добрый день, уважаемые коллеги. Я немножко расскажу про наш ресурсный учебно-методический центр, который был создан в феврале 2018 года в результате конкурсного отбора региональных программ развития образования, который проводил Министерство образования и науки Российской Федерации. Так, ну, значит, целями деятельности РУМЦ является первое – это создание условий для получения среднего профессионального образования по направлению сервис и туризм людьми с ОВЗ посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов. И вторая цель нашей деятельности – это модернизация региональной системы инклюзивного профессионального образования путем совершенствования образовательной, инновационной, методической деятельности в процессе консолидации усилий специалистов наших партнеров. Направлениями деятельности РУМЦ является первое – это организационно-методическое сопровождение деятельности профессиональных образовательных организаций, второе – это модернизация материально-технической базы самого РУМЦ, третье – обеспечение условий по предоставлению профессионального образования и направление деятельности – разработка и реализация эффективных механизмов профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью и лиц ОВЗ. И, конечно же, это трудоустройство наших выпускников. Ну, немножко поподробнее пройдемся по направлениям деятельности. Да? Первое – это организационно-методическое сопровождение деятельности профессиональных образовательных организаций. Что мы делаем в этой части? Ну, первое – это было формирование локальной нормативной базы нашего РУМЦ. Второе, важная очень часть – это разработка адаптированных образовательных программ СПО по профессиям и специальностям сервиса туризма. На сегодняшний момент у нас, разработаны адаптированные образовательные программы по профессиям портной, мастер столярного и мебельного производства, а также разработана адаптированная программа по профессиональному обучению по профессии портной. Также мы разрабатываем контрольно-измерительные материалы, оценочные средства по этим же профессиям, то есть это портной и мастер столярного мебельного производства. Разработка профессиональных модулей, методик и технологий подготовки обучающихся. И, конечно же, разработка методических материалов по вопросам инклюзивного образования. Значит, в части модернизации материально-технической базы, что мы, сделали? Ну, это, конечно же, приобретение оборудования, да, и материалов для учебного процесса. Мы, приобрели компьютерную технику для создания интерактивной среды.
Также мы приобретаем образовательные программы, которые позволяют нам обучать особых детей. Значит, мы приобрели таких три электронных учебно-методических комплекса образовательных программ по, значит, профессиям портной, повар-кондитер и парикмахер. Почему мы остановились именно на этих комплексах? Да? Эти комплексы, во-первых, прошли апробацию в образовательных учреждениях не только России, но Беларуси и Казахстана. В том числе они прошли адаптацию на региональных площадках инклюзивного образования. Вот эти образовательные комплексы, они позволяют изменять шрифт, цветовую гамму, то есть что позволяет использовать их именно при обучении детей с особенностями. В том числе вот эти программы есть возможность встроить в систему дистанционного обучения, то есть что сейчас и делается, то есть мы будем их использовать и при дистанционном обучении детей. Следующий пункт – это обеспечение условий по предоставлению профессионального образования. Значит, мы сами обучаем таких деток, то есть сейчас у нас в 2018 году мы набрали группу по профессиональному обучению, у нас по профессии портной, у нас там 14 слушателей на данный момент, и один ребенок учится по профессии портной, парикмахер. Кроме того, на самом деле исторически так сложилось, что наше учреждение довольно давно занимается обучением особых детей. Да? Всего численность детей с инвалидностью УБЗ в техникуме составляет 38. Это по профессиям и специальностям 38 человек, и 27 человек мы набрали по профессиональному обучению. Потом будет там слайд, я покажу, по каким профессиям и специальностям у нас учатся особые дети. Значит, мы занимаемся в настоящее время внедрением все-таки дистанционного образования, да, то есть это у нас сейчас такой актуальный вопрос. Мы закупили лицензию Moodle, на Moodle работает в том числе и Криро, да, и то есть сейчас разрабатываем локальную нормативную базу, и думаю, что в следующем учебном году мы уже эту систему дистанционного обучения запустим. Кроме того, таким важным моментом это, конечно же, образование наших педагогических руководящих работников. Да? То есть вот за последний год мы обучили наших педагогов по 79, то есть 79 программ у нас было именно обучение детей с инвалидностью и ОВЗ. 3 педагогических работника мы направили в КРИРО тоже на профессиональную переподготовку. Вот как раз то, что была озвучена программа, да, это разработка, реализация адаптированных программ. Теория и методика специального дефектологического образования. 3 преподавателя у нас сейчас эту переподготовку проходят. Так, значит, следующее направление – это разработка, реализация эффективных механизмов профессиональной ориентации обучающихся, трудоустройства выпускников. Ну, мы сами понимаем, что дети с инвалидностью, вообще привлечь их на обучение очень тяжело, да, поэтому очень большую профориентационную работу мы проводим вплоть начиная с детских садов, да, то есть даже детки с детских садов приходят к нам, мы показываем, чем у нас занимается, особенно там робототехника, всем очень это, конечно, интересно. Наши специалисты выезжают на родительские собрания в школы, да, выезжают в учебные заведения и рассказывают об условиях, которые созданы в техникуме, какие специальности мы даем, да, и вообще, то есть показывают, что ребенка необходимо отпускать. То есть вот сейчас 2-й год мы даем профессиональное обучение, это тем деткам, которые у нас не имеют аттестата, да, не имеют свидетельства об обучении. В прошлом году мы выпустили группу, это были портные, в этом году мы набрали 2 группы, это портной и на филиале на Ударе у нас монтажников мы набрали. Детки учатся, конечно, им очень нравится, между прочим, они ведут очень активный образ жизни, очень многие
у нас в волонтерском движении участвуют, очень многие занимаются спортом. То есть, но уговорить родителей отдать этих детей очень сложно. То есть они очень привязывают их к себе, да? Поэтому очень большая работа ведется в период приемной комиссии, когда мы разъясняем родителям, да, о необходимости, что детям нужно учиться. Вот. И мы не привязываем, то есть у нас нет задачи, то есть оставить на обучение здесь. У нас есть информация, в каком учебном заведении, по каким профессиям и специальностям учат таких детей. Мы родителям, самим детям эту информацию даем, чтобы у них был выбор, чтобы они осознанно его сделали, занимались именно тем, что им нравится. Значит, еще одно направление, это, ну, как бы, работу, которую мы ведем, это реализация эффективных механизмов трудоустройства выпускников. То есть мы понимаем, что нам мало их выучить, у нас задача их, чтобы они могли заработать себе на жизнь. Да? То есть это процесс трудоустройства. В основном, конечно, вот специфика наша, то, что мы много лет учили инвалидов по профессии портной. На самом деле у нас очень много здесь небольших швейных мастерских, которые с удовольствием таких деток берут. Но есть и такие очень довольно крупные предприятия, которыми мы постоянно взаимодействуем. Это и Биарма, и Сыктывдин сервис, да, который шьет у нас школьную одежду. Они наших детей берут на практику, они берут их и трудоустраивают. И даже вот небольшие ИП, которые шьют что-то, они обращаются к нам и говорят: мы детей ваших знаем, они у нас были, мы хотим, чтобы они к нам пришли на работу. Поэтому самая главная задача нам им дать потом трудоустроить эту работу. В прошлом году у нас выпуск был небольшой, группа выпустилась 6 человек, из них мы 4 человека сразу трудоустроили. Почему не трудоустроены 2? У них есть место работы, но девочки находятся в отпуске по уходу за ребенком. Да? То есть по окончании отпуска работа у них будет, они будут трудоустроены. Очень такое важное направление в техникуме ведется, это в части воспитательной работы. Почему? Потому что детей надо социализовать, да, чтобы они были вместе со всеми. Вот у нас, я сама работаю в учебной части, вот когда у нас приходят детки с инвалидностью, они не ходят как-то обособленно, их никто не водит. То есть они живут все вместе. То есть ребенок приходит тот же, который слабослышащий. Вот мы не знаем язык жестов, но мы можем с ним объясниться. Да? То есть выпускники ваши не очень адаптированы. То есть мы находим с ним общий язык очень просто. У него нету проблем. Он объяснит все, что ему надо, мы его поймем, он получит то, что ему надо. Поэтому эти дети очень имеют хорошие, вот у них особенность — это спортивные результаты. Они все ведут здоровый образ жизни, они все нацелены на спорт, то есть они очень активные дети. И мы их ставим в пример обычным ребятам, которых там то лень, то еще что-то. Ребята такие, они выделяются, особенно выделяются. Да? Спортивные мероприятия, различные конкурсы. Вот сейчас у нас был в декабре, мы проводили на стадионе, это было в рамках Дня инвалидов, это мы сдавали, дети у нас нормы ГТО инвалиды, да, молодцы, команду собрали большую, нашего учреждения было 9 человек, по-моему, всего участвовало 26 или 30 человек с города. Затем детки участвуют в конкурсах профессионального мастерства, это конкурсы Билимпикс, да, наши дети ездили даже на российский этап, да, в Москву. Я сама ездила, как в Москве проходит этот конкурс Билимпикс, там огромное количество детей, они очень заинтересованы, очень много всего делается в этом направлении, и, конечно, ну, часто с ними рядом родители, да, то есть родители идут бок о бок с ними, они им помогают, они поддерживают, где-то родители, где-то педагоги. Вот. Очень много мероприятий досуговой деятельности у нас в учреждении проводится, да, это различные кружки по интересам, то есть какие-то швейные у нас есть кружки, какие-то поделки,
робототехника, то есть все студенты здесь участвуют. Ну вот приводим статистику, да, то есть у нас на данный момент 38 студентов с инвалидностью и УВЗ и 27 слушателей. Я думаю, что в республике вот по численности наш техникум на первом месте по количеству таких деток. Вот это вот перечень специальностей и профессий, где они у нас учатся. Это компьютерные сети, многоканальные телекоммуникационные системы, электромонтажник, наладчик аппаратного программного обеспечения, это спецгруппа для деток с ОВЗ, мастер по обработке цифровой информации, тоже спецгруппа, ну и парикмахер. Это, значит, те профессиональные обучения, которые вот мы сейчас деток обучаем. Это портной, у нас 14 человек обучается, и монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования. Вот это те виды нарушений, которые, с которыми детки у нас обучаются. Первое, в основном, конечно, это нарушение слуха, да, то есть у нас их больше всего, у нас для них созданы условия. У нас нету колясочников, да, у нас на самом деле тоже техникум помещение старое, поэтому создать им условия доступности, да, у нас такой возможности нету. Поэтому у нас таких деток и нету, да, то есть у нас нарушения, вот, только вот эти вот представлены. Так, на этом я хочу свое выступление закончить, поэтому мы рады будем работать и взаимодействовать со всеми. Не обращайтесь. Есть вопросы? И еще одна профессиональная образовательная организация – это Сыктывкарский торгово-технологический техникум, опыт реализации инклюзивного образования. Асташова Татьяна Анатольевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу представить опыт нашего техникума в реализации инклюзивного образования. Безусловно, мы опираемся на всю нормативно-правовую базу, которая создана в этом направлении, да, и в соответствии с этим и цели организации инклюзивного образования поставлены, да, обеспечение равного доступа к профессиональному образованию и обучению для всех обучающихся, да, в соответствии с законом образования. И задачи, которые мы ставим перед собой, это формирование толерантной среды образовательной организации по отношению ко всем обучающимся, независимо от их индивидуальных психофизических особенностей, с которыми они к нам приходят, обеспечение доступной среды, да, в том числе и архитектурной, безусловно, среды, и специальных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью при получении профессиональной подготовки, и создание вот такой системы комплексного сопровождения студентов, да, если мы говорим о доступности, да, не столько доступность вот именно архитектурной среды, сколько постепенно уже переход на создание такого комплексного сопровождения каждого ребенка в процессе профессиональной его подготовки. В 2018-2019 году, да, у нас обучается 33 обучающихся, среди них имеющих статус инвалидность 8 человек и статус лица с ОВЗ, подтвержденный по НПК, это 25 человек. Каким образом организуется, да, полная инклюзия? Это студенты, имеющие инвалидность, которые способны обучаться в обычных группах, наряду со студентами и со сроком обучения 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев. Вот. И специальные группы профобучения, это по профессии 2 группы, профессия повар и профессия кондитер, со сроком обучения 10 месяцев. Это специальная группа. Возрастной состав по состоянию. Почему? Для нас, как для все-таки профессиональной организации, нам очень важно, сколько будет ребенку лет, какой будет возраст на момент окончания обучения. Вот, вот у нас 16-летние 2 человека закончат, да, 9 человек будут в возрасте 17 лет, и совершеннолетними будут 14 человек. Таким образом, да, 11 человек на момент окончания обучения не будут являться совершеннолетними, что в свою очередь станет серьезным таким препятствием для трудоустройства. Вот. Нозология, вот мы берем, да, у нас студенты все имеют недостатки в развитии именно познавательной сферы. Вот такие у нас студенты. И в этом году первый раз у нас пришел студент, да, имеющий умеренную умственную отсталость. То есть постепенно состав меняется. И если раньше специалисты-педагоги не испытывали особых трудностей при обучении студентов с легкой умственной отсталостью, они очень работоспособные, они очень исполнительные, ответственные, да,
В этом году мы столкнулись с рядом проблем. В этом году, конечно, мы обратились уже за помощью ко всем, кому можно, чтобы помогать педагогам сопровождать таких студентов в техникуме. Организация строится таким образом. Мы, конечно, занимаемся профориентационной работой, потому что нам необходимо набирать эти две группы, сопровождением студентам в адаптационный период. Адаптация таких студентов имеет свои особенности. Мы должны учитывать, что это может быть и дольше, и специфичнее, чем адаптация остальных студентов. Организация образовательного процесса в течение того периода, когда они у нас находятся, и сопровождение в процессе трудоустройства. Вот, профориентационная работа со школьниками проходит как на базе нашего техникума, так и мы выходим на базу школы. Если есть такая возможность, мы проводим любые мастер-классы для того, чтобы дети видели, что может получить такой студент в итоге. Вот. И вот у нас была в этом году, уже в этом учебном году, 40-я школа, приводили 24 человека, да, им очень всем понравилось вот именно практическая вот эта направленность профессионального образования. Изучение на этапе адаптации, да, это и тестирование, которое в зависимости от индивидуальных особенностей может пройти студент или слушатель, да, педагогическое наблюдение, которое осуществляется в условиях обучения, профориентационное изучение, когда на практических занятиях, да, мы уже видим, какие практические действия доступны, какие операции доступны, каким образом организовать учебную и производственную практику для таких студентов. И сбор дополнительной информации об особенностях СОЗ мы уже вот все, что можно как бы организовать, пытаемся. Вот, например, мы проводили в этом году анкетирование родителей обучающихся, да, с целью повышения качества психолого-педагогического сопровождения, потому что только родители знают, каким образом может ребенок реагировать в той или иной ситуации. Только он знает, да, на какую ответную реакцию может ребенок предложить в условиях взаимодействия с ним. Да, и вот таким образом мы пытаемся выстроить взаимодействие, чтобы и родители со своей стороны тоже понимали, что нам важно, как организовать взаимодействие внутри техникума. Итоги адаптации, да, конечно, вливаются уже в такое коллегиальное некое совещание, и мы определяем маршрут, по которому наиболее комфортно будет студенту получать профессию. Комплексное сопровождение – это, безусловно, создание специальных условий, да, адаптированная программа и исполнение мероприятий индивидуального плана реабилитации и реабилитации студентов. Это индивидуально ориентированный, дифференцированный подход в организации теоретического материала. Да, безусловно, студентам ставить там 4 пары, например, теории, невозможно. Да, и мы каким-то образом в течение этих 10 месяцев, да, стараемся таким образом выстроить программу, когда ребенок может полдня проводить, например, на базе УЦПК, практические занятия, а потом уже, например, может теория это закрепить. То есть вот каким-то образом пытаемся выстроить так, чтобы им было комфортно, и учитывая особенности утомляемости, истощаемости организма таких детей. Вот, безусловно, работаем над формированием толерантной среды обучения в техникуме. Вот. Индивидуальное групповое сопровождение семьи, вот, да, это и консультирование всеми специалистами. У нас есть психолого-педагогическая социальная служба, которая отдельно с такими родителями может работать. Это родительские собрания, они отдельно для родителей, студентов СОВЗ, студентов и слушателей. Да? Вот отдельно с приглашением психолога, социального педагога, медицинского работника. То есть вот, мы решаем свои узкие проблемы. Посещение студентов на дому при необходимости и, безусловно, это участие родителей во всех массовых мероприятиях. Нам важно, чтобы не только студенты были вовлечены, да, а вместе с родителями были вовлечены в массовые мероприятия. То есть вот такая инклюзия, хотя бы вот, интеграция на уроках, да, в условиях своего класса, а вот инклюзия в условиях массовых мероприятий. Групповые тематические консультирования, коррекционно-развивающая работа, безусловно. Да, в этом году мы столкнулись с тем, что действительно теория дается очень трудно, и приходится разрывать пары, и между парами вставлять 10-15 минут работать на расслабление, релаксацию или наоборот для кого-то на стимуляцию. Вот это сопровождение инвалидов, да, в соответствии с тем планом, с которым они к нам приходят. Да. Формирование толерантной среды в техникуме имеет свою специфику. Да. То есть вот мы приглашали Павла, поскольку это человек, который столкнулся с этими трудностями, и только он может нашим студентам, да, и нашим педагогам рассказать, а как это. Вот. И мы очень ему благодарны за то, что он поделился своей историей. Студенты были очень благодарны, ему такая хорошая беседа получилась. Да? Вот студенты традиционно проходят неделю добрых дел, когда мы чествуем тех студентов-волонтеров, которые
в разных мероприятиях помогают нам взаимодействовать со студентами с особенностями. Да? Вот пока тьюторов тоже, конечно, нет, да, вот, а у нас есть студенты-волонтеры, которые с удовольствием выполняют вот эту часть работы. У нас есть договор с особым детством общественной организации, да, и вот наши студенты выходят и работают с детками, которые приходят на занятия в «Синюю птицу». Таким образом, они понимают, что бывают дети разные, бывают дети со спецификой, и они уже приходят совершенно другими глазами, они понимают, что можно по-другому. И сами студенты с ОВЗ активно участвуют во всех массовых мероприятиях, даже проводят их. Естественно, это национальный чемпионат, да, вот у нас региональный этап отборочный проходил на базе нашего техникума. Сейчас я скажу результаты. Так. За победу в региональном отборочном этапе в 2018 году по компетенции поварское дело боролись 6 участников. 3 из них представляли наш техникум, это 2 студентки и 1 выпускница. В итоге 1 место завоевала Лидия, выпускница нашего техникума. 2 место это студентка 1-го курса нашего техникума, и которая представляла Республику Коми на национальном этапе уже в Москве, на национальном чемпионате. И она стала 9-й среди 52 участников в этой компетенции. Это был лучший результат Республики Коми в этом чемпионате. Вот. Трудоустройство студентов с ОВЗ инвалидностью, да, ежегодно проводится внутренний мониторинг трудоустройства. В период обучения студенты проходят учебно-производственную практику, осваивают основные умения, навыки. Да. У нас есть социальные партнеры, которые традиционно берут наших студентов на производственную учебную практику и которые потом становятся площадкой для трудоустройства. Трудности в трудоустройстве, да, вот я уже подчеркнула, недостижение многими выпускниками совершеннолетия на момент окончания обучения в техникуме. Вот они у нас остаются до совершеннолетия, а потом уже ищут работу. Неготовность выпускников к самостоятельной трудовой деятельности в силу психофизических индивидуальных особенностей. Но некоторые ребята, к сожалению, да, не смогут больше одной операции вот, поставленной выполнить. Вот, и такие ребята остаются, к сожалению, дома. И вот проживание в отдаленных населенных пунктах, да, где порой нет вакансий для наших выпускников. Они тоже сталкиваются с такими проблемами. Текущий итоговый контроль вот, постоянно проводится, да, направлен на мониторинг доступности организации процесса обучения, индивидуальных достижений студентов с ОВЗ инвалидностью и результативности комплексного сопровождения, которое мы осуществляем. Инклюзивное профессиональное образование в техникуме на основе комплексного подхода осуществляется. И, конечно, наша задача проводить систематический такой анализ, чтобы повышать качество наших услуг. Планы в текущем году планируется заключение дополнительного договора о сотрудничестве с Центром сопровождения специального инклюзивного образования, да, потому что есть вопросы, да, которые мы можем вместе раскрыть. И очень важно вот, сотрудничать с профильными специалистами. И, конечно, это расширить направление взаимодействия с социальными партнерами, общественными организациями, с базовой профессиональной организацией с целью повышения показателей вовлеченности наших выпускников в трудовую деятельность. Всем спасибо. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Есть вопросы? Организация доступной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, дворец творчества детей и учащейся молодежи, Мозер Светлана Викторовна, старшая методистка, заместитель директора по научно-методической работе. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Во-первых, мне хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам за то, что они сегодня меня сюда пригласили вместе с нашим педагогом Ефимовой Еленой Николаевной, потому что на сегодняшний день у меня, в принципе, складывается картинка того, что происходит в Республике Коми, вот именно в области организации работы с детьми с ОВЗ. И всем тоже большое спасибо за это. Ну и я хотела бы от лица Дворца творчества детей и учащейся молодежи города Сыктывкара вас поприветствовать и начать с того, что все-таки система дополнительного образования является уникальнейшей системой. Почему? Потому что она не имеет стандарта, как имеют все уровни образования, и она может обеспечить на основе индивидуального подхода как личностное, так и профессиональное самоопределение учащихся, в том числе и детей с ОВЗ. Работой с детьми с ОВЗ мы занимаемся совсем немножечко по сравнению с вами. Это буквально пошел 3-й год, и вот очень плотно мы занимаемся последний год. В принципе, по системе дополнительного образования, вот я хотела добавить, да, мне входит и закон об образовании, который говорит о том, что дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей, как в интеллектуальном, так и в нравственном и физическом совершенствовании.
формирование культуры здорового образа жизни. И, конечно же, дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе и профессиональную ориентацию. Ну, то, что, в общем-то, я сказала выше. Еще один документ, который я хотела бы озвучить, как раз направляет нас на то, что дополнительное образование, организации дополнительного образования должны реализовывать адресную помощь детям разных категорий. Как детям с одаренным, так и детям с тяжелой жизненной ситуацией, так и детям с ОВЗ. В нашем дворце на сегодняшний день, значит, хочу сказать, наверное, сначала про систему доп. Образования города Сыктывкара. Сегодня у нас программ дополнительных общеразвивающих именно по работе с детьми с ОВЗ, ну не более 10. Это, наверное, и то максимум, я сказала. 5 из них реализуются на базе дворца. Одна программа у нас является адаптированной, дополнительной общеобразовательной программой. Процесс, конечно, такой серьезный, мы им занимаемся, и я думаю, что в рамках нашего муниципального опорного центра дополнительного образования детей города Сыктывкара мы эту проблему обязательно будем решать. На сегодняшний день в нашем дворце реализуются программы, 5 программ, значит, 3 художественной направленности и 2 физкультурно-спортивные. Одна программа, как я уже сказала, адаптирована. Это программа «Карусель», разработчиком которой является Ефимова Елена Николаевна, она тоже присутствует сегодня в зале. На основе этой программы мы написали проект для того, чтобы поучаствовать в республиканском конкурсе «Лучший педагогический проект для детей с ОВЗ». И разработали проект под названием «Разработка и внедрение модели развития музыкально-творческих способностей детей с интеллектуальными нарушениями», так как дети у нас не находятся постоянно в нашей среде, в нашем дворце, да, детей выводят к нам. У нас есть партнер, это 40-я школа города Сыктывкара, с которыми мы очень активно сотрудничаем, реализуем не только дополнительную общеразвивающую и адаптированную дополнительную общеразвивающую программу, но и систему воспитательных мероприятий. Для того, чтобы разработать этот проект, мы провели некие исследования. И вот на основе этих исследований я как бы хотела бы вам рассказать о некоторых фактах, которые мы выявили вот в системе нашего дворца. Есть большая проблема развития музыкальных творческих способностей. И вторая проблема – социальная адаптация детей с интеллектуальными нарушениями. Вы все об этом прекрасно знаете, в сообществе обычных детей и взрослых. Педагоги дополнительного образования очень часто не готовы работать с такими детьми. Это большая проблема. Из 5 педагогов, которые работают у нас во дворце, 2 педагогов работают первый год, и у них тоже есть определенные проблемы в этом отношении. Ну, я думаю, что это ни для кого не секрет, да? Также мы выяснили следующие факты. Мы создали очень хитрую анкету, и это факты действительно по итогам исследования, то есть это не с неба я взяла. Родители этих детей, которые приходят к нам на занятия, очень часто, это больше половины опрошенных респондентов, стесняются своих детей и очень часто не верят в то, что с помощью музыкальных занятий у их детей может быть какой-то положительный сдвиг. Но в связи с тем, что программа «Карусель» у нас реализуется уже 3-й год, и у нас есть уже данные, да, освоения вот этой программы, мы можем сказать, что сдвиги положительные есть. И родители, сами того не зная, очень сильно удивляются, ну и, конечно, очень сильно радуются. И очень, конечно, серьезную основу имеют воспитательные мероприятия, когда родители вместе с детьми приходят в наше объединение, и наши дети показывают им какие-то спектакли, театральные постановки. И в этих театральных постановках задействуют и детей, и родителей. Вы не представляете, с какими глазами уходят и дети, и родители с этих наших мероприятий. Ну и последнее, не буду сильно задерживать. Опять же, скажу за систему доп. Образования города Сыктывкара. Действительно, у нас отсутствуют адаптированные дополнительные общеобразовательные программы именно по развитию музыкальных творческих способностей детей. Ну и когда мы завершили исследование, мы, естественно, поняли, какую цель нам необходимо преследовать. Цель вы видите – создание условий для развития творческих способностей детей с ОВЗ, их социальных компетенций посредством приобщения к миру музыкального искусства. У меня все. Спасибо большое. Если есть вопросы, я готова ответить. Есть предложение? Да. Мы готовы выйти
Очень хорошо. Выходите ко мне. И мы с вами тогда после того, как это все закончится, хорошо, обговорим этот вопрос. Мне очень приятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Светлана Викторовна. Так, и у нас третье направление – это организация доступной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках дистанционного образования и заведующий Центром дистанционного образования Юлия Светлана Валерьевна. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю Центр дистанционного образования, который является структурным подразделением Республиканского центра образования. Наш центр, спасибо большое. Наш центр до сентября 2018 года он назывался Центр дистанционного обучения детей-инвалидов. И, в общем-то, непосредственно он и создавался для того, чтобы обучать детей-инвалидов. И вот уже было сказано, что одной из форм организации дистанционной доступной среды является дистанционное образование, взаимодействие. И получается, что мы как раз осуществляем доставку услуги. И непосредственными детьми, которые оказываются в нашем центре, это дети, которые имеют инвалидность и которые находятся на индивидуальном обучении. Чуть позже Светлана Николаевна, методист, раздаст вам буклеты, и вы сможете посмотреть непосредственные условия, которые должны соблюдаться для того, чтобы в наш центр попасть. И, конечно же, посмотрите, даже само название, оно говорило о характере нашего учреждения, дистанционное. Да? Таким образом, получается, что главная технология, которую мы использовали, это все-таки были дистанционные образовательные технологии. И здесь вставал, конечно же, ряд проблем. Если мы организуем дистанционное, то значит нужно оборудование. И здесь, конечно же, государство в лице нашей организации ученикам это все поставляло. Конечно, есть сейчас очень большая проблема. Это оборудование все было поставлено 9 лет назад. И, в общем-то, за все эти 9 лет оно не обновлялось. И, к сожалению, конечно же, это проблема изношенности оборудования, конечно же, существует, но в то же время все равно комплекты ученикам поставляются, и причем комплекты разные, то есть в зависимости от того, какими особенностями состояние здоровья наши дети характеризуются. Но, однако, комплекты это одно дело. Да? Поставили комплект, дети и так, да, с ограниченными возможностями, а еще мы их заставляем как раз знакомиться и с компьютером, и с компьютерными технологиями. Но, однако, в этом мы увидели не затруднение, а наоборот возможность для социализации детей. Потому что ведь доступная среда это не только на самом деле такое, да, что вот пандусы и так далее. Но доступная среда это как раз вовлеченность нашего особого контингента, да, в среду обычных людей, обычных детей. И вот здесь они на современном оборудовании сталкиваются с современной цифровой средой и, в общем-то, получают даже возможность определенную для профориентации, потому что даже вчера я разговаривала с учителем по информатике нашим, и она говорит о том, что несколько детей предполагают связать свою деятельность с каким-то образом с компьютерами. Поэтому тоже вот телефон попросила для того, чтобы дальше вот эту профориентационную работу вести. Свяжемся. Но, конечно же, вот получается, что оборудование, опять же, не решает всех задач. И перед нашим центром стояла серьезная задача, как организовать, на основе чего дистанционное обучение. И, конечно же, одним из решений центра стал наш сайт, который является огромнейшим подспорьем не только для номенклатуры, документы, которые здесь находятся, для родителей, для учителей, для учеников, для всех организаций, которые могут посмотреть. Ну и, конечно же, сайт – это подспорье для организации деятельности, потому что он становится той основой, той платформой, на которой мы организуем всю нашу деятельность, начиная от образовательной, заканчивая внеурочной деятельностью. И, конечно же, здесь как и сам сайт, и, конечно же,
тоже упоминалось уже здесь, замечательная платформа образовательная Moodle, на которой мы уже 9 лет размещаем и создаем систему образовательных ресурсов. Конечно, эта работа тоже до будущего вам очень сложная, она постоянно нескончаемая, эта работа, потому что и ресурсы меняются, но и кроме того дети меняются. Одному ребенку надо одно, другому другое, что-то он не сможет. Поэтому нашими учителями в течение всех этих лет были созданы ресурсы по всем предметам, которые входят в программы в ГОС. И кроме того, они разработаны именно поурочно. Кроме того, и все эти ресурсы имеют возможность для дифференциации и для индивидуализации обучения. То есть с каким ребенком мы можем что-то сделать, посмотреть, с каким-то только послушать, потому что у нас, конечно же, есть дети и слепые, да. И вот создание этой среды, это, в общем-то, наше тоже такое, ну, не знаю, может быть, наша гордость даже. Наша гордость, потому что, в общем-то, в таком вот объеме она, наверное, нигде не была создана. И благодаря вот этой, как самому сайту, так и образовательной среде, возможность организовывать и уроки, и коррекционно развивающие занятия, которые наши психологи ведут. Конечно, сейчас с этого года у нас несколько уменьшения коррекционно развивающих занятий, потому что если раньше психологи у нас непосредственно входили в штат центра дистанционного обучения, то теперь они входят в штат нашего головного предприятия и, получается, выполняют задачи не только наши, а задачи в целом РЦО. Ну и, конечно же, организация внеурочной деятельности. Конечно же, для того, чтобы организовать, заинтересовать детей с особыми, да, потребностями, возможностями, используется не только тот сайт, который мы создали, используются различные образовательные платформы, сервисы интернета, в котором дети, опять же, это все могут себя проявить, и вот эта социализация проходит на высшем уровне. Таким образом, заканчивая свое выступление, мне хотелось бы сказать, да, о том, что наше учреждение тоже является уникальным образовательным учреждением. Ну и хотелось бы, чтобы и мы сохраняли, но мы стараемся очень, потому что у нас очень высокопрофессиональный коллектив. И, конечно же, чтобы республика тоже о нас знала, не забывала. И поэтому, Светлана Николаевна, раздадим, да, библиотеки? Раздали, да, хорошо, замечательно. И вот на самом деле наши дети достигают таких успехов, что иногда возникает даже вопрос при сдаче портфолио учителей, когда они представляют проекты наших детей, сразу замечание: проект сделан не детьми. Ну, потому что это и фильмы, это и какие-то другие информационные ресурсы. Ну, что делать, если мы через компьютер, хочешь не хочешь, ребенок компьютер осваивает, и он делает в этом все. Вот. Ну, это тоже вот из последнего, вчера вот как раз у нас такое было замечание нашему учителю, что проект сделан не детьми, это учителя сделали проект. Нет? Так. Ну что, спасибо. Вопросы? Коллеги, уж просто тоже язык, ладно? Но и у нас все-таки представитель, наверное, педагогического сообщества города Ухты, очно, да, это Быстрова Елена Александровна, и она представит свой опыт, очень интересный опыт, мы с ним знакомы уже, да. Это сайт учителя, как инструмент сопровождения обучения детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья по языку. Пожалуйста. Спасибо. Я представляю 16-ю школу города Ухты. 1 сентября 2010 года на базе школ 16 был создан ресурсный центр по работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Вашему вниманию предлагаю посмотреть небольшой фильм о деятельности ресурсного центра. Наша школа является участником федерального и международного проекта «Школа для всех» по инклюзивному образованию с 2005-2006 года. Именно тогда началась организация доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Построен пандус, расширены центральный вход и дверные проемы, специально оборудованы санитарные помещения,
Приобретены ортопедические кресла для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и спортивные тренажеры. Приобретен микроавтобус для подвоза маломобильных детей. Созданы кабинеты индивидуального обучения и комната психологической разгрузки. А 1 сентября 2010 года был открыт муниципальный ресурсный центр по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Основной целью деятельности ресурсного центра является накопление, обобщение и передача опыта работы по включению детей с особыми образовательными потребностями в образовательный и воспитательный процесс. В связи с введением с 1 сентября 2016 года федерального государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ становится актуальным создание оптимальных психолого-педагогических условий для усвоения такими детьми соответствующих образовательных программ, коррекции в отклонении в развитии и социальной адаптации. Объем и характер специальной помощи и поддержки определяется с учетом всех особых потребностей ребенка, коллективно, всей команды, состоящей из администраторов, учителей, социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского работника, педагогов дополнительного образования. Ресурсный центр выполняет функции координации, консультирования педагогов в их работе, как на школьном, так и на городском уровне. Регулярно сотрудниками ресурсного центра, педагогами проводятся методические семинары для учителей, работающих с детьми с ОВЗ, для членов психолого-педагогических консилиумов, для заместителей директоров, где обсуждаются актуальные вопросы и проводятся мастер-классы. Также мы активно участвуем в республиканских, всероссийских, международных конкурсах, семинарах и вебинарах, научно-практических конференциях. За последние годы школа приняла участие в республиканской выставке «Школа» город Сыктывкар, в республиканском конкурсе «Лучший педагогический проект в системе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», в республиканской научно-практической конференции «Реализация ФГОС как механизм инновационного развития образовательной организации и профессионального развития педагога», во втором всероссийском конкурсе «Инклюзивная школа России-2015», в международном научно-практическом семинаре «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях ФГОС». На данном этапе муниципальный ресурсный центр ведет активную работу над проектом «Модель методического обеспечения работы с учащимися с ОВЗ», целью которого является создание сетевой модели методического сопровождения педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций города Ухты и Республики Коми в области инклюзивного образования. Сетевое взаимодействие с социальными партнерами поможет расширить и дополнить спектр оказываемых общеобразовательным учреждениям услуг. А сегодня я бы хотела еще с вами поделиться опытом обучения детей с ОВЗ дистанционно на уроках коми-языка с помощью сайта. Александр Михайлович. Ага. Вот так выглядит интерфейс моего сайта. Обязательно по ГОСТу должна быть у нас версия для слабовидящих на сайтах. Для детей должно быть все доступно. Не надо где-то там искать ребенку, чтобы все было на виду. Для этого я создала специальную вкладку «Дистанционное обучение» по темам, расписание уроков, когда мы с ребенком встречаемся, различные памятки, они меняются, да, и куда мы отправляем домашние задания, специальная вкладка тоже, электронная библиотека. Ребенок у нас дистанционно обучается, следовательно, и все информационные ресурсы нужно давать в электронном виде. Прямые ссылки на те или иные ресурсы. Вот, например, Зырянский домострой, мы изучаем избы, дома, да? Заходим, например, в деревенскую архитектуру, все наглядно смотрим, изучаем. С ребенком мы связываемся с помощью программы Skype с обязательной функцией демонстрации экрана для того, чтобы видеть, что на экране у ребенка изображено. На той ли платформе он учится или вообще на других каких-то мультики, например, смотрит. Да? Мы за ребенком все следим. Ну, например, посмотрим тему алфавит. Да? Тема алфавит во 2 классе ведется.
проводится. Ну, создаются различные онлайн-тесты, различные упражнения. Это все открывается на весь экран. Можно тут же проверить, раз онлайн-тест, да, например, гласный, согласный, пальчиком показывает, это вот буковка классная или согласная. Потом мы все проверяем. Мы на первом уроке, в вводном занятии, разбираем весь сайт, говорим, где какая кнопка, для чего она нужна, и обозначается. И если это зеленый цвет, то ты справился, да? Если, допустим, он L букву на красный, то он будет красным цветом. Сделал ошибку. Вот в чем заключаются онлайн-тесты и так далее, различные. Что вам необходимо для урока? Также можно домашние задания проверить или обобщающий урок у вас по темам идет. Можно различные программы, которые называются, все мы знаем, кто хочет стать миллионером, да? Ну, например, мы прошли какую-то часть темы, например, сколько букв в коми-алфавите. Ну, например, 35, да? Знаем, да? 35. Вот мы уже 500 рублей выиграли. Ну, например, следующее. Кань. Как переводится слово кань? Кошка. Вот кто-то у нас выиграл 1000 рублей. Давайте. Турунбиш. Как переводится? Зеленый. Так, сколько? 5000 мы уже выиграли. Сбой? Смелый. Так, кто у нас? 50 000 уже есть. Гундер, сказочный герой, это у нас Смейка Рыныч. Так, и последний вопрос на 1 000 000 рублей. Ансамбль Асяка переводится? Молодцы. Все мы сегодня идем миллионерами. Вот. То есть различные ресурсы, да, используем, чтобы, во-первых, ребенка нужно мотивировать. Не просто так мы заходим, да, изучаем, но мы должны пользоваться санитарными нормативами. Да. Все мы, учителя, знаем, что сколько ребенку нужно сидеть за компьютером. Значит, книги, тетради мы не отменяем, да, провели какой-то период, смотря какой этап вы задаете на уроке за компьютером, потом садимся за тетрадки и учебники. Ребенка мы все время видим, контролируем. Дальше по внеурочной деятельности, например, у меня созданы коми-песни, это обязательно караоке, да, чтобы слова были видны, ребенок попел. Вот сейчас загрузится, да. То есть довольно уже много создан песен на коми-языке. И мы тоже играем в игру «Угадай мелодию», да. Например, вот звучит песня. Вот и это, может, отгадаете. Пойдет звук. Какая это песня? Отгадали с 3 нот. Да, отгадали с 3 нот. Ну, например, да? Так переводится у нас чуть-чуть интернет. Ну, в общем, так переводить надо, да. Понятно, да? Если зелененьким, значит, ты правильно. Если красненький, попробуй еще раз. Что еще? Для старшеклассников я создаю блоги различные. Ну, конечно, это наша история, да? Великая Отечественная война. Да? Тут для урока вот к 9 мая представим картины художников Республики Коми. Наглядно, чтобы ребята видели. Дальше о героях наших, да, Николай Васильевич Оклеснин, ну и так далее, да. Песни тоже на коми-языке, связанные с Великой Отечественной войной, о наших поэтах, фронтовиках и так далее. Таким образом, дистанционное обучение помогает сделать учебную деятельность более современной, продуктивной, да, и интересной для учащихся. У меня на этом все. Спасибо. Есть какие-то вопросы? Спасибо большое. Ну, и
еще, наверное, один последний небольшой такой вопросик, но даже не вопрос, наверное, а информация. Ирина Дмитриевна Новикова, методист Центра сопровождения специального и инклюзивного образования, представит рекомендации. Они были разработаны у нас нами в 2018 году. Но сейчас Ирина Дмитриевна все сама расскажет. Методические рекомендации называются «Физическая информационная доступность общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья». Я сейчас покажу вам алгоритм, как найти наши эти методические рекомендации. Значит, вы заходите, уважаемые коллеги, на сайт нашего института, так, и находим в ленте рубрику «Сопровождение системы образования». Так, далее мы переходим в общее образование, так, и затем так, общее образование и так, так, общее, так, вот я хочу, так, общее образование, и переходим, так, слева, я не так шла. Нет, правильно, правильно. Вот, ниже. Так, вот. И затем специальное инклюзивное образование. Это раздел сайта, который ведет наш Центр сопровождения специального инклюзивного образования. Здесь вот слева мы находим вкладки, которые характеризуют направление нашей работы, и заходим в вкладку «Методические материалы». Так. Методические материалы. Здесь у нас имеется также три гиперссылки. Так, и нас сейчас интересует вот эта гиперссылка «Сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ». Так. Открываем эту ссылку. Здесь очень много у нас представлено самых различных документов. Здесь имеются и методические рекомендации, и различные нормативные документы, организующие образовательный процесс. И вот пособие, которое нас интересует, физическая информационная доступность, оно представлено самым первым. Итак, так выглядит титульный лист. Пособие разработано под руководством Насибуллина Татьяны Владимировны, и Новикова принимала в этом участие. Так, теперь ознакомимся со структурой этого пособия. А нужно сказать, что оно предназначено как в помощь для того, чтобы организовать доступную среду не только в общеобразовательных организациях, но, может быть, даже и дома. С какой-то точки зрения это будет полезно. Первые две части, пояснительная записка и первая глава, общие подходы. Это здесь предлагается краткий перечень нормативно-правовых документов. Так, не будем на этом останавливаться. А вот вторая глава «Организация физической доступности в образовательных организациях», она более такая предметная. И обратите, пожалуйста, внимание, что эта глава включает несколько разделов, которые соответствуют различным формам нарушения здоровья ребенка. Затем у нас идет небольшая глава, которая характеризует требования к организации информационной доступности, о чем сегодня на круглом столе было сказано. Предложен список литературы и глоссарий. Я остановлюсь более несколько подробно на второй главе. Организация физической доступности образовательной организации. Например, первый раздел «Организация физической доступности для учащихся с нарушениями зрения». Каждый раздел имеет общий план, в котором рассматривается везде, во всех разделах, материально-техническое обеспечение процесса образования учащихся с различными нозологиями. И каждую статью этого раздела мы сопровождаем различными работающими ссылками. И ссылки на эти литературные источники предложены и в списке литературы, но некоторые работают вот так вот индивидуально. То есть не все эти источники перенесены в список литературы. Так, сначала общие требования идут, а затем мы рассматриваем перечень помещений и специальных средств обучения, которые нужны для этих категорий обучающихся. Нужно сказать, что все эти требования, они взяты из федерального государственного образовательного стандарта обучения обучающихся с нарушениями здоровья.
Так, в некоторых случаях мы сочли необходимым, чтобы какие-то статьи были проиллюстрированы, как раз вот именно для того, чтобы у людей, которые не слабо имеют об этом представление, оно сформировалось. Как могут быть оборудованы классы, ну и так дальше. То есть представлены различные виды специального оборудования. Ссылки предлагаются на сайты, которые являются которые так или иначе связаны с образованием детей с ОВЗ. Например, доступная среда сайт «Слышу, вижу», сайт «Вертикаль». То есть это не просто коммерческие какие-то сайты, это сайты, которые связаны с образованием. Ну и вот по такому вот принципу представлены все разделы 2 главы. Так вот, везде имеются, везде план выдержан один и тот же, структура однотипна, что позволит легко найти ту или иную информацию. Так, и затем, если мы перейдем, например, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, как выглядят столовые приборы, держатели для кружки. И если перейдем на этот сайт, который представляет оборудование для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, мы найдем еще очень много нового и интересного. Также нужно сказать, что кроме требований к оборудованию класса, здесь также перечислены в зависимости от нозологии, какие требования предъявляются к отдельным специальным помещениям, которые должны быть в школе, ну, например, даже вплоть до того, где может отдыхать собака-поводырь, если обучается ребенок слабовидящий. Как раз вот говорили о новом техническом оборудовании для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, вот, как выглядят различные приспособления для работы на компьютере. То есть вот, элементарное представление мы можем сформировать таким образом. Так, отдельно имеется раздел для организации доступной среды обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Нужно сказать, что на сайте КРИРО у нас имеется также методические пособия, содержащие методические рекомендации по организации среды для обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Так, здесь далее идет характеристика информационных требований. И перехожу к списку литературы. Список литературы весь рабочий. Это очень хорошо, потому что мы не можем порой найти специальную литературу, а здесь мы предлагаем вам сразу все рабочие списки, с электронные ссылки, которых работают, и делаются указания на федеральные документы, на республиканские документы, так, на документы, которые представлены в КРИРО. Ну и даже вот имеются и некоторые литературные источники, пособия, которые также вы можете легко прочитать, используя эти гиперссылки. Так, ну и затем значит, имеется еще глоссарий. Порой иногда для того, чтобы провести родительское собрание или просто общаться с кем-то, нам необходимо знать вот этот вот специфический язык. И глоссарий, я думаю, вам в этом поможет. Вот книга расположена на нашем сайте КРИРО, находится очень легко. Если есть смысл, я потом еще раз повторю всем присутствующим здесь, как найти наше пособие. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Есть вопросы? Мы будем рады, если наши рекомендации окажутся вам в помощь. Пожалуйста, пользуйтесь, это все в открытом доступе. Ну и, наверное, сейчас настало время приступить к обсуждению резолюции. То есть у вас была возможность ознакомиться с теми предложениями, которые уже были внесены, да, и вот одно, наверное, новое. Мы как-то проголосуем или согласимся, как поступим? Проголосуем и согласимся. Да? То есть, может быть, еще какие-то предложения будут. То есть вот почему появились пункты по разделам сайтов образовательных организаций. В общем-то, это небольшая такая работа, которая была проведена нашим центром. Да? Просто на выбор был проведен такой небольшой мониторинг выборочных сайтов образовательных организаций с целью поиска вкладочки «Доступная среда» и с целью получить информацию, ну,
как бы, да, от имени человека с инвалидностью к услуге, да, то есть информация об услуге, местонахождение образовательной организации с иллюстрацией или с фотофиксациями, с планами какими-то и так далее. И, в общем-то, ну вот, к сожалению, я ни в одной образовательной организации, наверное, такого идеальной вкладки, вот этой доступная среда не обнаружила. То есть вкладки не во всех образовательных организациях, они есть, но там различного рода материалы. Мы считаем, что это все-таки, поскольку это закреплено нормативными документами, наверное, стоит эту информацию актуализировать и как-то в систему привести. То есть в первую очередь должна быть информация о местонахождении, как добраться доступным языком для людей с ОВЗ и с инвалидностью, да, и как получить услугу непосредственно. Во вкладочках есть информация и о людях с инвалидностью, и конвенция о правах инвалидов и так далее. Но вот нужной информации именно о доступности услугах нет, к сожалению. Поэтому вот появились вот такие предложения. Также по поводу инструктирования персонала, это как раз уже по поводу оказания тоже доступности услуг. Да, это, наверное, такой следующий большой шаг по созданию доступности, да, поэтому вот этот пункт тоже появился. Ну и раз уж говорить о сайтах, наверное, тогда нужны рекомендации, поэтому вот этот пункт. И, наверное, хотелось бы вот актуализировать вопрос по поводу, именно предложение было по поводу обучения ассистентов и тьюторов, или как сформулируем вот этот вопрос? Вот в процессе обсуждения возникал. Какие предложения? Вот я могу презентовать нашу программу. Вот на сегодняшний день институтом разработана программа «Тьютор в образовании». И, в общем-то, вот у нас один небольшой шаг остался утверждения на НМС, и мы готовы уже эту программу переподготовки начинать. Ну, есть и другие образовательные организации, то есть обучение вот, ну, мы планируем с этого года уже, да, в ближайшее время начать. Мы считаем, что это должен быть очный формат, большей частью очный формат, потому что там все-таки технологии тьюторского сопровождения, и опять же, как я уже говорила про программу теории и методики специального дефектологического образования, там азы дефектологического образования по всем нозологиям, так скажем. Вот. Поэтому обучение все-таки, да, вопрос оставим. Да, потому что я думаю, что помощь какую-то оказывать по поводу грантовой деятельности, ну, наверное, это как-то так планомерно, может быть, не очень, да, получится. Еще какие-то будут предложения в резолюции? Ну, тогда мы их сформулируем и тоже на сайте опубликуем, если сделаем какое-то время для сбора, может быть, еще предложений кто-то решит, да. И, наверное, на этом тогда мы наш круглый стол завершаем. Большое спасибо всем участникам. До свидания.